Друзья, всем привет! Вы смотрите на Изадай подкасты. Как и каждый понедельник, мы собрались в этой уютной студии для того, чтобы рассказать вам о самом интересном, прошедшем за последнее время, о каких-то анонсах. У нас был турнир, было UFC, большое количество других крутых новостей. И у нас золотой состав, наконец-то. Нурбек Карабала вернулся, глава Лиги Найза. Сула, наш боец KZ. Бонжорно. Дидар, Сарбас подкаст. Всем салам И алейкум. прежде чем начать, обязательно лайктарыңызды басып, комментарийларыңызды жазып қойыңыздар, және де бізге тіркеліп жазылып қойыңыздар. Бізге ол үлкен көмек, сіздерге ол қиын емес деп ойлаймын. Мы уже 3 выпуска подряд объясняем причины твоего непоявления. Ты был в Китае, ты был в Таджикистане. Ну, это до этого, и после этого писали же. Писали. Да, Но ты постоянно куда-то приезжаешь, Ну да, какие-то ну, переговоры ведешь, а результаты какие у нас? Видишь, чтобы все люди понимали, я вот и даже своему как коллективу хочу объяснить, помимо этой медийной жизни, там, интервью, подкасты, там, не знаю, ежедневные наши посты, там, чуть ли не по 10 штук, у меня же есть основная операционная деятельность, то есть встречи, продажи, знакомства, Сауны, бани, там, сауны, рестораны. бани. Тоже верно. Вообще шикарная работа, клянусь. Я веду здоровый образ жизни, и у меня тренировка, вот, допустим, в 8 часов начинается. У меня запланированы 2 бани в неделю. То есть, чтобы постоянно не закисляться, чтобы у меня там в тонусе держать себя. Это все в комплексе. То есть, день вот начинается, с 7 часов зарядка, 6:30 детям зарядки делаю. 6 встаю, там, допустим, начинаю книгу читать, 6:30 там. Какую читаешь? У меня сейчас? Да. Вот за этот год уже 4-я книга. Какая? Сейчас... Ты читал то, что я тебе... я тебе так и не Ну, скинул. сначала, да, ты не скинул. А Сначала... ты читаешь или слушаешь? Не, я читаю. С начала года я прочитал книгу «Стратегия Голубого океана». Кунанбай. Вот Кунанбай, кстати, вот многим советую, потому что в «Пути Абая» про Кунанбая, не так очень отзывается. Ну, не то, что не отзывается, но показывает его в другом свете. Но, прочитав вот эту книгу про Кунанбая, многие поймут. К сожалению, он только вот попалась мне на русском языке, но при этом, имеется в виду на казахском, скорее всего, оно тоже есть, не уверен, но при этом, при всем, можно все понять. Для вас это вообще еще лучше, да, что она есть на русском. Кунанбай, «Стратегия Голубого океана». Вот последнюю книгу я читал Халид ибн Валид, «Рыцарь пустыни». Я его розу начал. Вот 4-я книга сейчас. Это про туркменов в Мангстау. Вообще, как это все было. Это документальные книги, это все, что ли? Нет, бывают романы. Допустим, Халид ибн Валид, она не только документальная. Можно сказать, роман, крутая книга, мне понравилась. Давай я скажу, смотри, рабочий момент окей, ты их решаешь с помощью Дарлин в любом случае. Да. Поэтому ты успеваешь тренироваться. Но что по поводу... Не только тренироваться, я могу ездить спокойно. Через Дарлин у меня получается все. То есть проверка документации, контроль сотрудников, там, сроки исполнения, все Кого экшн-планы. уволить сразу? Ты можешь Все- уволить, кстати, все человека? Уже Через Дарлин. только за последние 3 месяца уже сколько человек уволили. Прям через Дарлин. Через Дарлин. Офигенно. Только это, через Дарлин. это же так вот тяжело уволить человека. Взял парс через Дарлин. Салам алейкум. Мне кажется, Он заходит, у него скут закрытый. Мне А кажется, ты уволен, да. Мне кажется, на Сула самом деле мечтает открыть это же не бизнес так только ради происходит. того, чтобы кого-то увольнять. Слушай, главный вопрос все-таки, результаты переговоров какие? Да Когда как у нас в очень Китае? На самом Работали деле сегодня очень с крутые. нами. Сегодня мы транслируемся в Китае, Пакистане, не говоря уже о России и Казахстане, да. Заходим на рынок, грубо говоря, самого большого региона, это регион Азии. И мне это нравится. Вот эти каждодневные встречи, каждодневные переговоры. Вот буквально вот сейчас до этой встречи был в консульстве Пакистана, вели переговоры. Да, много активности, и они ведут к таким большим изменениям. И мне нравится это. Безусловно, все будет хорошо. Обо всем говорить не будем, но в целом, я думаю, люди по ходу истории поймут до конца лета. Давайте тогда, раз с прелюдиями закончили, о UFC поговорим. У нас был вообще турнир на ISA-72, его я предлагаю оставить чуть попозже. Мы, во-первых, сделали разбор турнира как раз с Сулой. И Вдвоем? еще был Дидар с нами. Дидар? Нет, не наш. А почему ты не был? Не знаю, не... Уволили. Да, сказали... А что ты после интервью, ты же как уволил? Не знаю, Ты что-то... медийный человек сейчас. Next time обязательно буду. Вот самое главное, на турнире он все время на мое место садился, а там на интервью не мог прийти, да, сесть. Видел. Видимо, меня с чатика удалили, где собирали команду на октагон. Все понятно. Да там и меня нет. Тут что, есть такой чат, что ли? Все Давай понятно. про UFC. Кто Там даже смотрел? нет Поднимите меня. руку. Кто смотрел UFC? Все, смотрели. Сула.
Как ты не смотрел? Ты же стример. Нет, я уже все. Завязал? Да, уже 3 или 4 турнира. А расскажи, почему? Салам алейкум. Совесть замучила? Дэйна Уайт нашел. Совести нет у меня, брат, я же тебе говорил. Просто уже какой этот самый телеграм-канал уже просто блокирует и блокирует. Это вот скажи честно. Я уже Какой устал. по счету этот канал был? Наверное, 8 или 9. Все-таки, да, вот работает, да, вот эта антипиратская служба UFC. Я помню, когда Дана Уайт... Мне вот пришло, опять же, предупреждение на оба канала, короче, одно пока вот Диснея. Я думаю, короче, я просыпаюсь рано утром вообще. 2000 тенге стоит. Теперь купите, ладно, и в офигенном качестве посмотрите. Короче. С Пакистана статистика пришла, Вика? Ну вот скоро придет, и я просто почему радуюсь, что вот таких, как Сулу, блокируют, хоть и Сула мой старший брат, старший товарищ, друг. Я почему говорю, что в дальнейшем же мы же тоже на PPV перейдем, и чтобы вот таких не было, из-за 200, 300, 500 тенге кто-то там брал, стримил в другом месте, и то же самое там, те же деньги обратно собирал, и знаешь, вот сидишь, друзья, вылетаем в другой телеграм-канал. Я один раз был на этом чате, вот было так, что у меня не подключался. И знакомый приятный голос Сулу услышал. Да, и такой зашел, думаю, там переходите на это, проходите, ходишь какой-то лабиринт, реклама, что-то братимеш. Ну давай, а ты про Сенхагена и Фигередо Блин, скажи? Сенхаген меня вообще удивил. И Фигередо настолько беспомощным в бою казался, что он и перевести нормально, он перевел, зафиксировать не смог. Кори Сенхаген в первом раунде перевел его, точнее, сам свипнул, хорошо отработал. И Фигередо реально показался беспомощным. Ни в стоке, ни в борьбе. Второе поражение подряд в этой весовой категории. Не знаю, ему хотя тоже 37 лет уже, старенький мужичок, так скажем. Что интересно, Фигередо, знаешь, очень похож, не очень похож, а напоминает мне Алиби. Я когда первый раз его увидел, на Алиби его похож. Он же чемпионом был, да, одно время, да? Да, 57. Какое-то время сидел. Но он такой, да, неразговорчивый, кажется, да? Он, по-моему, этого мексиканца же выиграл, да? Как его? Выиграл, 2 раза проиграл. Выиграл и проиграл, да? 2 раза проиграл. Ну, вот он же его выиграл и стал чемпионом, да, Да, по-моему? да. Как этого мексиканца же, господи? Maybe not today. Морено, да. Я нашел Маркус Маги, я забыл его имя. Вот Маркус Маги – это такой неплохой боец UFC сейчас, он нокаутер, в принципе, идет на серии с побед, и не знаю, насколько это сейчас, это точно неофициально, то есть это на фоне слухов, но переговоры ведутся между ними. Вот тоже яркий боец, у него внешность интересная, стиль ведения боя очень агрессивный, его хотят с Петром Яном свести. Я извиняюсь, я же не был в 3-4 подкаста, и, скорее всего, вы обсуждали Баку, наверное. И я видел где-то репост поста или сториса этого Юсуфа Раисова, где он написал, встретимся в Баку. Да. Нет, встретиться в Баку написал Рафаэль Физиев, а не Юсуф. А Юсуф тоже писал. Хотел. Он написал Дэйну Уайту конкретно, его тоже какой-то там сторис или он там... второй раз, кстати, тоже писал. Он что-то хотел, до встречи в Баку. до встречи в Баку. До встречи в Баку. У тебя нет новостей? Нет. Касаемо, ты же со Асламбеком. Да, нет никаких новостей. Не говорят пока, да? Интрига. Надо у Маги, кстати, у Мухаммада Сулейманова у него узнать. Да не он напрямую, пока, честно, ничего подобного не слышал. В любом случае, то есть Юсуф, он, скажем так, не супер лакомый кусочек для Азербайджана, потому что если будут подписывать кого-то, скорее всего, кого-то из Азербайджана. Пока ни одного не было подписания. Именно чисто бойца из Азербайджана. Тофик Мусаев должен был подраться был тоже такой слух с Уралбаем. Это кыргызские СМИ выложили. Но я Тофику написал, он говорит, что нет. Знаешь, прикол в чем? Я так думаю, что, скорее всего, рассматривают того пацана, которого Тамерлан Сарлапов выиграл. Помните, 7-0 был? К нам приезжал. Когда Нариман Аббасов дрался с этим... Рамин Султанов. Да, Рамин Султанов, который проиграл этому, но позже он стал чемпионом UFC. Помнишь? И я так не от первых лиц, от кого-то услышал, что, возможно, его тоже рассматривают. И прикольно будет, если он попадет в UFC, да? Вот самый классный вариант был бы все-таки это Асаф Чапуров. Это вот реально азербайджанский боец, который действительно заслужил. Он идет непобежденным. Он очень крутую карьеру построил в любителях. У него 31, по-моему, рекорд в в МАФе. Вот он такой 3-кратный чемпион, по-моему. И, в принципе, очень сильных ребят в России побеждал. И не только в России. Он, кстати, победил, который Жумана победил, и Нурбек Абдрахманов победил, бразилец. У нас дрался, как его? Вандерле. У них классный бой был на ОЕ Warriors с Асафом Чапуровым. И вот Асаф Чапуров – это азербайджанец.
Да, по-моему, 61, да. Вот. Асаф Чепуров – это реально боец, которого интересно было бы посмотреть в UFC. Он, именно Баку. А Юсуфу, конечно, хотелось бы посмотреть, но пока не знаю. То есть, такое чувство, что все равно чуть сложно. Просто мне будет кажется, под попасть. него тяжело найти какого-то соперника, кто под него именно согласится выйти. Под кого? Под Юсуфа Раисова. Очень сильный боец, и много чего можно потерять. Топы с ним точно не согласятся, а ноунейм это надо тоже кого-то подписывать под него. Ну, мне кажется, нет. Я не считаю так, что с ним не согласятся. Согласятся? Много чего можно потерять в бою с таким сильным соперником, как Юсуф Раисов. Хорошая рубка, хороший бой, шикарный соперник. Я думаю, что как раз-таки там, кто хочет обрести какую-то популярность там в России и в Казахстане, ну, в СНГ, да, должен будет с ним подраться. Какой-нибудь бразилец крепкий. Ну, не скажу, что он его выиграет или там проиграет, но при этом, при всем, я, кажется, думаю, что каждый должен там какой-то челлендж внутри иметь. Типа, хорошо же, тем более много разговоров было, да, там вокруг, там, типа, ACA, там, UFC, там, сравнение, там. Кстати, сегодня будет тема сравнений чуть позже. Угу. Лиги Найза И бросили вызов, можно сказать, Лиги Кто? Найза. Ну, чуть попозже, да? Такой спойлер закинем. Давай. Давайте UFC еще обсудим. По поводу Доридера, действительно крутая история. У UFC был супер проспект. Это можно, кстати, немножко сделать параллели. Тоже с Найзой. Я хотел это сказать. Да? Давай. Нокаут был похож, как нокаутировали тоже хайпового казахстанского бойца Давлета Усербая. Нокаут. Да. Ну, Бонни Кал очень его вели. UFC делали на него большие ставки. Говорили, что это человек, который способен побить Хамзата Чимаева. Что это, типа, новая, там, лучшая борьба UFC. И в итоге его деклассировал Райан Доридер. Это Очень экс-чемпион уверенно. Ван. А почему ты не посмотрел UFC? Вообще желания не было. Ну, типа, из-за имен? Я вообще никого не знаю практически. Ну, знаю, в смысле, вообще. Ну, в смысле, неинтересно для тебя, да? Вообще. Да, и вот пришел Доридер, который именно грэплер все-таки под ММА, который вроде бы стилистически удобен, и он просто жестко берет, разносит человека, в которого там UFC вкладывал большое количество денег, большое количество своей пиар, там, возможностей. И у нас тоже на Найзе, по сути, такое и произошло, что вроде бы удобный парень, вот, и в итоге... Для Давлета? Да, и в итоге удобный Блин, парень. если честно, удивил меня у Шупанда. Я всегда его как бы там отрывками видел, где-то он там что-то кричит все время. Я же вчера специально, когда Хайбати микрофон взял, я специально посередине зашел, сразу сказал, ну, чтобы они как сказать, не подрались. А прикинь, если подрались, Да вообще нет. грамотно было, брат. Да не, я вот сразу... Но что хорошо, и Хайбати, они как бы, ну... Профессионалы. Да, в последнее время... Не кажется ли в Казахстане Хайбати скромнее немножко? Знаешь, я тебе скажу, он в целом и в России такой. Я его первый раз, когда я его увидел, я его в жизни увидел, я его в аэропорту Москвы увидел. И он ехал в Казахстан. И один. Я с ним поздоровался. Он сам так подошел ко мне, поздоровался, сперва поздоровался, что-то сказал. Вот потом ушел, потом обратно пришел. В Инстаграме написал, давай переговорим. Он пришел. И он уже там разговаривал очень прям адекватно, скромно, красиво, так, знаешь, как бы... Ну, я его предупредил, ты в Алмату едешь, в Казахстан едешь, чуть как бы этот... В итоге ему сломали скулу, по-моему. Ну, там... Да. Ну, видишь, я слышал, что как камера включается, у него этот профессионализм включается, и он начинает как бы хорошо это или плохо, пусть зритель осудит, но я считаю, что он профессионал уже. В плане и актерского мастерства, и профессиональных боев. Угу. Что-то еще есть про Доридера, тебе сказать? Давай в сравнение. Это же 57? Допустим. Нет, Нет, Доридер 84. Нет, Фигредо 57? Нет, 61. 61. 61 уже. Он перешел. дрался же 57. Да, он был чемпионом. Я к тому, что он же когда-то чемпионом 57 был. Да. Да, вот я говорю, был похож на... Мне показалось, как будто, схоже сесть с Алиби. То ли внешне, не знаю, вот какая-то. Может быть, кстати, когда начинается это шоу? в конце мая. Алиби? В конце мая, да? Это по Fight Pass будет, да? Да, обязательно. Да, обязательно. На русском будет переводить по Да, Fight Pass? конечно. Нет, Круто. будет, скорее всего, на русском. Кинопоиск выкупает. На Fight Pass я не знаю. А что, на ладно. Fight Pass не будет? На русском я не знаю. У меня и Кинопоиск есть. Кинопоиск, кажется, у всех есть. Ну, это Яндекс, да? Да. Кинопоиск это Яндекс? Да. Да. Просто мне вот в этом бою, если честно, немножко за Кори Санхегена обидно в плане... Не в этом бою, а вот в этой весовой категории он в прошлый раз дрался... Ну, не в прошлый раз, а дрался за временный титул с Петром. Петр его выиграл. Теперь дивизион стал таким немножко более укомплектованным, и для Кори он немножко как будто неудобен. Там вот Умар, Мираб, и такое ощущение, как будто Кори может не стать чемпионом вот на своем А почему пике. он должен становиться чемпионом?
ну, мне этот боец очень сильно импонирует в плане ведения боя, да, как он грамотно дерется. Сейчас он добавил еще в аспекте, то есть в борьбе, очень хорошо защищается, ну, или в целом в грэпплинге, да. Ну вот вопрос в том, что типа Кори во всем хорош, ну не во всем лучший. Поэтому с Да. Петром Петр его перебил. В итоге после первого раунда с Умаром Умар там за счет Залежал. борьбы его смог... Ну, не прям залежал, ну да, за счет борьбы смог его победить. И Мираб, мне кажется, тоже за счет борьбы его победит. Просто все равно Кори, он, говорю, он как бы во всем хороший, но именно в чемпионских амбициях нужно быть не просто хорошим, а лучшим. Ну вот, если вспомнить, ты говоришь, он везде хорош, но нигде не лучше. Был чемпион. Он в UFC не был чемпионом. Рори Макдональд. Он тоже был во всех аспектах хорош, но нигде не был Он и чемпионом лучшим. не был. Ну, да, чемпионом Рори не был. Макдональд и Робби Лоулер. Робби И в Лоуэр. итоге он закончился так рано, он же... Страшный бой. Мне кажется, он там все здоровье Ну свое да, а оставил. он начал же выступать, по-моему, чуть ли не 16 лет по профессионалам, и поэтому очень рано закончил карьеру, потому что слишком много урона Вы понес. помните, да, этот бой, да? Помните вот это все Да, он лицо? золотой Да, коллекции. кровавый. Все в крови, елки-палки. Весь пол в крови был. Мне кажется, после этого боя Рори Макдональд Все, уже не был да, другим. все уже не Ну, тем. бой был шикарный. Лобби Лауэр. Блин, вообще крутой. Твой клон. Ну да, что-то все Да, говорят, да, что да, он похож да. на меня, или я на него. Он какого года? Он типа постарше, брат. Нет, я, Он- кстати, думаю, что Мне кажется, вы нет, не старше. Он либо чуть помладше, либо вы одногодки. Брятчиком, а? Тебе же 40 лет, да? Ну, 41? проверьте, у вас же интернет. Если 41, я думаю, что он помоложе даже. Ну ладно. Его в зал славы, да, добавили. Да, я видел, как он плакал. Блин, трогательный момент. По Азамату Бекоеву тоже можно сказать пару слов. Очень интересная у парня история. Вот все люди, которые говорят, что там 43 года, кстати, да. Я думаю, что он помоложе. Старше, да. Все говорят, что типа в UFC Какой сложно. вес Азамат Бекоев? 84 килограмма. Он как раз же говорит, что он всех разнесет 84. Готов Хамзата Чимаева тоже победить. А он откуда? Он осетин. Мгм. Они с Эдуардом, кстати, я так понимаю, что в хороших Родственники? отношениях, Базровым. А? Родственники? Нет, в хороших Может быть, даже отношениях. родственники. Его даже в рейтинге нету. В какой Это рейтинге? второй У него бой. второй бой и вторая досрочка. Он сейчас победил чемпиона The Ultimate Fighter, Мгм. финалиста Ну, шоу. могли бы его... они же завтра обновляют, да? Нет, да его не добавят. то есть Как не там добавят, сейчас- если он за Ultimate Fighter Ну, был? неважно, там в 15 сейчас он Ultimate, правильно. укомплектован. То есть Бекоева пока что не добавят туда. Вот, может быть, Салон. через какой-нибудь следующий бой. Там как раз Блэзинг. Райан Ридер, будь здоров, Bless you. он занимает одну из последних позиций. И Азамат Бекоев мечтал попасть в UFC, дрался в ASA в свое время, и он просто поехал в США без денег, без всего. Помню. Там такую долгое историю. время Да. Пробовал, получил несколько Он на боев замену вышел, да? в LFA, да, Всё, стал всё, чемпионом всё. LFA, вышел на замену, вот, то есть у него Все, прям все. так Молодец, сложилась 2 история. победы, да? И 2 победы досрочно. Красавчик. Красавчик. Поздравляем. Дагестан или Осетия? Осетия. Осетию поздравляем. Эдуард Базров. Я больше чем уверен, что, конечно, у тебя... Ты тоже рад. Хоть и ты уже наш казах. Он сейчас больше казахстанских бойцов знает, чем осетинских, но при этом, при всем, конечно, это родина. Кстати, вы можете в социальных сетях Эдуарда следить за тем, как проходят сборы ребята из команды Дартим. Там действительно Там не большой только состав. Дартим, чтобы ты понимал, там Алиби Идрис. Да, Алиби Идрис. Не, очень интересно, да, вот так, если, извиняюсь. Поехал готовиться Казбек Сагын. Казбек Сагын поехал готовиться... Там же поехал Асуал Мобаев, боец UFC, да, в Осетию с этим Эдуардом. Поехал Фаниль по боксу готовиться. Да. И поехал Алиби Идрис. Артем Резников там тоже. Артем Резников. Он сейчас Алиби Идрис поехал готовиться на свой... да, мы не будем говорить. Но суть в чем? Суть в том, что все с разных сторон, вроде бы какой-то, да, там должен был быть конфликт интересов, но его нету, да. Все это у нас в головах, я же говорю, вот его нету реально, этого конфликта. Все в итоге борются за одно, чтобы флаг страны выше стоял. Я вот сейчас тоже реально задумался. Казбек будет драться против О, Багдада я же Шурбаныша. тебе про это и говорю. Да, а Алибита с Ирканкуша. Вот я про это и говорю. Я только сейчас об этом подумал. Я про это и говорю. Что нету, видишь, уже Да, границ. да. И Они никто поехали ревностно в этом за плане не пирогами. относится. Да? Молодцы, ребята, молодцы. Только единством, только дружбой. Ты И был в знаешь, Осетии? там сейчас и, вот так, если взять, и казахи, и русские, и осетины, и кто там еще? Там какие хороший сбор. Вчера мне этот Эдуард отправил, там африканец ходит вообще какой-то. А он же тебе предлагал тяжеловеса. Да, я его запросил. Очень сильный. По разговорам этого, как его, Эдуарда, типа вторым Ингана может стать. Очень сильный пацан. Там видел, у него с Казбеком схватка была? Нет.
С Казбеком. А, вот этого он, да, Вот. предлагал? Если у него была схватка Ты видел, как он в ноги проходил? Кто кому? Вот этот 100 с чем-то килограмм парень в ноги проходил. Казбеку? Да, как он проходил. Значит, видел? уже не второй Ну, они наган. там прикольно сделали такой видос. Ну, Не, это прикольная же я это имею в было, виду, это что прикол, face-to-face был, но как он в Конечно ноги же. проходил, в технике, в исполнении, это как минимум он кандидат в мастер спорта по вольной борьбе уже. Хорошо проходит. Кстати, как тебе бой Рене де Ридера против Бо Никола? Ты вообще думал, что Бо Никол Да. сможет это противопоставить? Я каждую неделю делаю свою аналитику по UFC у себя в Вестнике ММА и сказал, что типа Деридер это хороший вариант, чтобы на него поставить. Он еще и жестким андердогом был на него. Да, 5-1 был, я в шоке. Просто не знаю. Я говорю, что вот когда работает все равно пиар, надо чуть разделять с бойцовскими навыками, да. потому что последний бой Никала, он дрался с Полом Крейгом, и, блин, и бой вообще был неинтересный. Там, говорю, 15 минут, да, Хаммерфист. Да, ну то есть какая-то фигня была, и я тогда уже думаю, нифига себе, если человек типа с лучшей борьбой, который, ну, позиционирует как человек с лучшей борьбой в UFC, так типа дерется с Полом Крейгом, который на самом деле не самый, он крутой протровик, но не борец, там, не ударник. Я уже понял, что это типа Мне нравился вот этот геймплан Дридера. Просто заходил в клинч и коленями, как накидывал. Там Бо Никол во втором раунде уже просто вот так держал корпус и готов был в голову пропускать, лишь бы его по корпусу не били. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Я вот, кстати, пересматривал у Сербая бой тоже, если про параллели. Я не Давай совсем... уже, давай Давайте, уже сразу ребята, зайдем. о чем там Да, это самое? да, давайте вату с этого катают бой. Да. UFC-шную. Все смелось. Не, ну так есть Вату вату катают. катаю, которые вот это вот точно не будут смотреть. Будут смотреть нашу тему, пацаны. Давай, не, реально, давай Стоп, обсудим. Не, не согласен. Не, пишите, будешь хорошо. смотреть за UFC? На самом деле, не. Смотрят то, что мы все обсуждаем. Так, наверное, Такое. не надо говорить, но если честно, вот сейчас и Дидар, и Миша очень красиво поговорили. Мне понравилось. Я не смотрел UFC, Нет. и я сейчас с Они их разговоров... профессионалы, я Смотри, ничего не говорю. Не, я к чему говорю? Почему зрителям будет это интересно? Кто не смотрел UFC, они по ходу этих разговоров, этих переговоров, они поймут, что было вообще и кто дрался. Я, допустим, пока Кори Санхагена только что не посмотрел, я не вспомнил, кто это. Ну, лицо я его-то помню, а имя забыл. Ну, Фигрейда я помню, Рене де Ридер и Бо Никол. Бо Никола знаю, Ридера вообще не знаю. Ридер это же вот Малыхин, на востоке Малыхин его город победил Ридер. 2 раза. Ну вот, я про это говорю. Там Артем Резников родился Азамат в Ридере. Бекова я слышал, что он как бы, ну, Беков. мы еще когда-то обсуждали, может, 10 подкастов тому назад, что он зашел на этом коротком выдавлении и победил, и тут еще раз уже победил. То есть, на самом деле, сейчас перед нами происходит история, где, возможно, может родиться звезда там, в лице Азамата Бекова, который может стать... Бекоев. Бекоева может когда-то стать там, ну, топовым бойцом. Хотя я только что посмотрел, его в рейтинге нету. Что плохо? Не, тебя не добавят же через 2 боя. Не-не, ну, 2 победы подряд, это же хорошо же. Ну, не добавляют. Есть люди, блин, с 5 победами их не добавляют в рейтинг, поэтому... С Майкла, вот, да, вот Майкл вот всю такую красивую твою Нет. речь взял, нет, даже с 5 нет, вот Не-не, сразу взял так. вот давай- что давайте хотите, про как Асу, клянусь. давай про Асу расскажем. Вот Асу, помнишь, когда он уже после 3-го боя в рейтинге был? 3-го. Ну, это Да. 57. 57, говорю, вот... самый Ладно, я маленький. к чему говорю, что как бы... После Мишиных комментариев от тебя иногда даже Так, не хочется давайте, смотреть ладно. UFC. Я Давай, отвечу, просто я не ему хочется. отвечу. Давай параллель, Я ему отвечу. про Люди которую любят, когда мы про спорим. Даулета. Про Даулета у Сербая кто нам пел песни? Кто пел? Он что Сула. говорит? Я рядом с Сула сидел, Сула так расстроился, когда Долету Сербай О чем нокаутировали. говорил? Он пел песни на подкасте, говорит, этот боец профессионал, он станет чемпионом Найзы, лучший в легком весе. Что, Сула? Ну, вот ты как думаешь, что произошло в этом бою? Ну, он проиграл. Я не знаю, ну, он не станет чемпионом Найзы, он классный, там, медийный, может быть, персонаж, ну, бойцовские качества... не Чемпионом Найзы нет, а чемпионом BMF. Не, мы же про Зависит BMF. от того, Я кого с правил кем Найзу не говорил же чемпион. Что Ты расхваливал, говорил, профессионал. Не, ну это же... А, это ты, же- ты думал, короче, он выиграет Ушу, потом выиграет этого, да? Хибать. Хибати выиграет? Вот мне кажется, не... Я уже говорил и еще раз повторюсь, да, вот, не в твою сторону лезть, да, а вообще и не в сторону лезть лиги Найза. Но каких-то скулачки, да, базару нет, он там в стрелке, и где-то, возможно, у него было все супер. Но поединок с Даулету Сербаем это был жесткий апсет, потому что выйти и с профи подраться, который пацанчик здесь, в Найзе,
показывал хорошие победы, это не так-то просто. Это был апсет. Они еще 10 раз подерутся, и 9 раз из этих 10 победу одержат Даулет Усербай. Ну, кстати, реванш была бы хорошая идея. Вот это я знаю точно. Однозначно. Это боец лучшего в Центральной Азии промоушена. Вот и все. Тут не надо думать. Я смотрел его бои, и что? Ничего такого. Ты имеешь в виду, что типа был Lucky Punch, да? Я имею в виду, что Усербай просто, короче... Расслабился. Вообще, он просто тупо расслабился. Как будто он не понимал. Он думал, короче... что там, кто там? Я же брал и у того интервью. То есть, я делал с ними прямые эфиры. Усербай немного просто сильно допустил. Очень сильно допустил, недооценивая своего соперника. Следующий поединок, когда он выйдет, иншаллах, да, уже такой темы не будет, когда ему 3 раза подряд коленом в печень, короче, бьют. Он такой темы уже не допустит. Вот и все. Это, знаешь, я вот данный бой яркий пример того, что вот я всегда говорил, что тайский бокс самая лучшая ударка именно в плане клинча и ног и колен, это именно в клинче в ММА. Для ММА тайский бокс именно даже в проходах, в тайском боксе есть проходы, он там проходит корпус, не ниже корпуса. И когда они проходят, их контратака, это вот обхват шеи и локтем в ключицы давит. То есть не дают тебе пройти и не дают тебе уйти. Ты его и сзади держишь, и спереди. И, как я понял, это и произошло в этом бою. Он не дал ему уйти, и не дал пройти за счет локтей, держал его, контролировал, и все время бил в одну и ту же точку. Вот и все. И все-таки пробил. Слушайте, началось все не с ударов по корпусу. Началось все вообще с того, что Даулет пропустил фронт-кик, который реально, сложно было пропустить, будем честными. Да? Да, то есть там было видно, что он пропустил фронт-кик, понял, что вообще в ударке типа не стоит, и попер. И сразу, да, попер. После того, как он пропустил, он уже потерялся. Здесь нужно, я говорю же, здесь Даулет, во-первых, когда мы проводили прямой эфир, они вроде бы зарубились, короче, он пообещал, что будет с ним биться в стойке. И он вышел, думал, сейчас я тебя, короче, и в стойке накажу. И когда вот этот вот удар он пропустил, даже парочку, возможно, пропустил, он понял, опа, нужно, короче, лезть, короче, ему в ноги. И вот этот проход он его никак не подготовил вообще, а тот ждал этого. Вот и все. Он его никак не подготовил. Надо было собраться, чуть-чуть назад дать и уже искать вот ту возможность, где можно будет красиво, безопасно для себя перевести. Он вот это, может быть, даже и секундантский угол ему, может быть, этого не будет. То есть, можно постфактум сейчас вот смотреть на всю эту историю и как-то ее пытаться разобраться. Но однозначно Усербай другого уровня боец. Я не хочу принизить бойцовских качеств Андрея Ефимова никак. Но Усербай это Ефимов прошлое. тоже хороший. Мне понравился Ефимов. Хороший игрок, но Усербай лучше. Вот и все. И сильный. Усербай лучше по-любому. И знаешь... я не говорю, это не потому, что он мой друг, там, что я с ним... Он мне не друг. Мы с ним общаемся. А какие-то аргументы будут? Аргументы я вот только что сказал. Болеть, я считаю, что... Я тоже, если аргументы, честно... какие ты можешь привести аргументы? Я тебе рассказывал, когда мы с тобой до этого говорили, что у Ефимова огромный бэкграунд боев. Слушай, а есть какие-то другие аргументы? Я тебе сейчас привел свои, а ты сейчас свои, я также могу говорить. Я говорю, да, 4-1. Вот мой аргумент. 4-1 он до этого выходил в Найзе в лучшей лиге Центральной Азии против серьезных пацанов и всех побеждал. Заклинатель змей. Вот что, это не аргумент? Он заклинатель змей побеждал. говорите. Слушай, ну это не аргумент. Подожди, а у нас Ефимов это труба, короче, есть вот там Хамзат Чимаев на максималках, да? Я не говорю, что на максималках. Я говорю, тогда что почему Ефимов, ты аргументы не принимаешь, а свои... Ефимов дрался, он Или проигрывал. нет, на максималках. Именно на максималках, понимаешь? То есть, Окей, Ефимов проигрывал много раз, он много раз выиграл, он проигрывал сильным ребятам. Если честно, Даулет Усербай в Лиге Найза не дрался с конкурентными ребятами, потому что действительно это у нас не только боец, это еще и лицо типа. С тобой абсолютно Я знаешь, что скажу? Это нормальная практика. То есть, когда дерутся там, как будто бы не бойцы, да? Да, прикольно. С точки зрения маркетинга. Но если подходить к Даулету, я сейчас согласен и с тобой. Почему? Скажу. Если подходить к Даулету, он в первую очередь боец. Да. Он до этого чемпионом мира по панкратиону становился. То есть, потом он актером стал. Он бросил спорт. Почему? Потому что, хотел медийку поднять, зарабатывать начал. Он, чтобы ты понимал, он по панкратиону стал, а по панкратиону становился Даурен Ермеков, Сергей Морозов, Жако Жалгашмагулов, многие ребята. И он в том числе, дрался по панкратиону и становился то ли в призерах, то ли чемпионом мира. После этого он перешел в кино и обратно уже вернувшись,
Вот теперь я соглашусь со своими словами, что он, скорее всего, тренировочный процесс делает циклично. Потому что вчера даже, когда он Алена ему задавала вопрос, он же говорил, а что вы, говорит, все время там пугаете меня Хейбати? Я, говорит, ради боя с Хейбати, говорит, остановлю съемки, займусь нормальным тренировкой. То есть он дал... Это хороший урок для Он него. намекнул, что как бы тренировочный процесс его неполноценный, и я буду тренироваться. Теперь про Ефимова. Да, поп-мейщик там и так далее. Но Миша прав, что у него полетов много. Реально, полеты здесь Лет тоже... 15 он уже дерется. Да, полеты Уже роль 10. играют. Чем больше 10 ты дерешься, это как, знаешь, в тире, да, чем больше ты стреляешь, тем быстрее ты как бы лучше станешь стрелять. И, наверное, скорее всего, как бы это и сыграло роль какую-то отчасти. Но Сула, я думаю, что он, как я слушаю разговор Сула говорит о том, что если не так, поправишь меня, Сула, что Даулет себя не проявил вчера. То есть, не смог раскрыться до конца, там где-то там перегорел, где-то там зазвездился, где-то там подумал, что все легко и просто. Да. А может быть, себя специально... Знаешь, он же актер же, и он умеет играть очень хорошо. Я даже один раз на подкасте Харабалашова, мы с ним сидели на интервью, я говорю, войди в роль. Он только что со мной разговаривая, прям очень хорошо, вежливо, он на меня вот так посмотрел и высказал одну фразу с сериала какого-то, там, с фильма, где там он деньги вымогает. Я, если честно скажу, это Деньги было, достал. это было, у меня не было, так бы достал бы. Это было очень похоже, очень похоже. Он за это время он очень хорошим актером стал, молодец. Теперь я скажу так. Все понимали, что мы привезли Хейбати для Даулета Усербая. И знаешь, в чем прикол? Никто Ушу не воспринимал как серьезного бойца, серьезного соперника. Он показал свой Ты, уровень. кстати, называешь Ушу панда, он Ушу мастер. Ушу, мастер, да. я панда сказал? Да. Да. Какая разница? Тоже круто, Да, Ушу панду, да. то есть, да? Все, хотя он на панду не похож, да, он реально больше похож на мастера. Не пьяного. Он хороший боец. Все вчера думали, что победит Даулет, победил. Это, знаешь, это только красит вечер. Да, Даулет мой очень хороший приятель, да, я за него болел, честно скажу, думал, что он выиграет. Был рад, что он уверен, но при этом произошло то, что произошло. Да, Теперь идем да, дальше. Да? Идем да. дальше. Вся история вокруг чего? Вокруг этих ребят. Все там некоторые задаются вопросом. Вот я как раз-таки по этому поводу хотел и пояснить. Типа, зачем этот поединок? Как зачем? Чтобы смотрели, очевидно. Как зачем? Мы же видим, как реагируют телеканалы, Какой другие в смысле, паблики. между ними, да? ты Да, имеешь? вот между, допустим, Хибати и Ушу Панды. Я, кстати, тоже быстро мастером. добавлю. мастером. Ушу панды. Я быстро добавлю. Я, кстати, удивился, что ты сказал, все, делаем. Это круто, знаешь, с точки зрения там какого-то Я спросил... мужского. Я присутствовал на этом разговоре, я стоял рядом я спросил у Хибати, тебе все равно с кем драться? Он сказал, я готов. Все, Я говорю, все. Я говорю, мы обещали, мы сделаем. Да, Всё, это ехали. крутой поступок, потому что понятно, что там тебе выгоднее было бы делать у Сербая. Да нет, там А же теперь видно смотри, было, что норм, это круто, это очень вот теперь круто. ответ твоим словам. Даже если для меня супер это выгодно было в плане, явно не ради продаж, а ради охвата, да, то есть мы понимаем, сейчас мы к этому придем, там уже какое-то видео вышло, типа мы хотели заработать на этом турнире. Кто-то про это говорит, очень прикольные, конечно, разговоры, но Что это за видео? до этого мы смотрели с тобой видео, Да. когда говорили, помнишь, там, типа, мы хотели, все же понятно, говорит, мы хотели Я заработать. думал, про нас тут плохо говорят. Не, теперь смотри. Я тоже. Теперь победитель этого медийного пояса мы его сделаем переходным, переходящим. И в этом году, допустим, я думаю, что и Хибати, и Ушу Мастер согласятся, что его нужно будет защитить там, к концу года. Это вот Подожди, а когда конкретно... они подерутся тогда? Вот они летом подерутся. Летом подерутся. Да. А когда? Примерно Я где? вообще решаю. Давай только не в Алмате, пожалуйста. Я решал, смотри, или Караганда, или Так. Семей. В Караганду Так. круто было А бы. почему В Караганде или Ахтау. Каспий, вообще же шикарно мы там 3 тусанем. города. Караганда отпадет, хотя проголосовали больше за Караганду. У меня сейчас я вчера выставил. Какой Давай город? в Каспий, вообще супер будет. Смотри. По лету. Смотри. Офигенно будет. Просто на в Караганду Каспии. классно было бы, знаешь, добавить медийный бой. Там есть крутой бой Казбека Смотри. и Да Багдата. ладно, бог с ним. 155 голосов, из них показать результаты. 68% это Караганда, 19% проголосовало, что это Ахтау, и 13% проголосовало за Семей. Но что я тебе скажу? Скорее всего, мы не успеем до Караганды сделать пояс. Мы же этот пояс разрабатываем сейчас, медийный, хотим его сделать крутым очень. И, чтобы они реально его таскали, да, носили, там, радовались им. Да? Мы хотим сделать такой крутой пояс. Как я тебе говорил, да? Да, теперь этот пояс
А что Кто говорил? победит летом, к концу года я бы вот предложение сделал, давай против фанили защищайте. И прикинь, если, ну так, гипотетически, да, заходим вперед. Если Перс проходит сейчас ушу мастера, он дерется с фанилем заново, вот так же, как и здесь, там, да, где мы говорим, что там, возможно, Даулет там себя не проявил, он бы мог выиграть там ушу мастера. Также и говорили про Хибати, что как бы там, ну, случайно задушился, там туда-сюда. Вот давай вопрос решим. Или же тут выходит ушу мастер, Да, вот это который тоже уже интересно. выиграл и Даулета, и Хибати, и уже ни у кого сомнений нет. Мы говорим, что он сильный парень, и давай драться 71 килограмм с Фанилем Рафиком. Это супер. Так как я медиа-менеджер Фанили Рафикова, самый провозглашенный, я скажу, что когда он заберет медиапояс, мне кажется, что все желающие его получить отпадут. Поэтому лучше Фанили как финального босса ставить. Ну, я тебе про Потому это что говорю. иначе там и у нас есть Хумаюн же, да, который тоже хочет быть там боссом или файтером. А так получается, если у Фанили будет пояс, Хумаюн откажется. Ну, или так. Ну, откажется, господи, и что теперь? А нам тогда Весь мы не мир всё сможем равно- эту корову доить, скажем так. Какую корову? А прям она прям конкретно доится? Прям Ну, так, что ли? пояс Прям BMF. нереально мы здесь сидим, Зарабатываем. тащимся, короче, да? Серьезно прям? Серьезно. Ну, ладно. Не, как вчера один пишет, Бакиров подался, ему в комментариях пишет, они, говорят, на тебя деньги делают. Я хотел выйти вот так и же сказать, где ты? Да ладно, я шучу. Пишите, побольше пишите. А так просто, если бы вы знали, насколько это, знаешь, Прибыльное дело. прибыльное Давай дело. расскажем им. Насколько это прибыльное дело, вы бы с нами вместе сидели здесь. У вас были бы тоже, как и у нас, новый Майбах, Мерседес, Лексус, Кстати, почему ты Гелендваген. на Майбахе не приезжаешь Сюда? на турнир? На автобусе быстрее просто. Все время на автобусе двигается. Я двигаюсь общественным транспортом. Красавчик. Серьезно говорю? А что ты на не Майбахе веришь? не двигаешься? Не, я видел же. Ты же всегда Почему я говоришь, на Майбахе я не... туда не смогу, Я я тебе туда очень простой ответ. Потому что у меня, сука, нету Майбаха. Вот и ответ. Я вообще на самокате люблю кататься. Мне нравится. Я, кстати, в последнее время тоже. Я тоже сейчас на самокате езжу. Серьезно? Да. Я стал человеком. Ненавижу это. Вы, да, напишите в комментариях. Ненавидите тех, кто вот на самокатах едет. Не, мне- Вот просто раздражает. Вот иногда хочется вот едет, он так. Не, вот Раз такой поймать, Не, вот я так вот. аккурат- Есть такое желание? Я Напишите аккурат. в комментах. Вот Нас так ездит, и Сула просто не говорит про тех людей, я согласен, такие люди меня Да, тоже раздражают. беспредельщики Да, есть. это в основном молодые ребята, Да, которых да, прав да. нету. Я вот вообще никому не сигналю, еду спокойно, в своей полосе там осторожно, никого не обгоняю. И, короче, самокат просто очень удобный вид транспорта на улице, Да, да. особенно вот в летние Не, деньки. Вот классно было бы, если вот так по бордюру, вот вообще, Вот в пятницу, чтобы... да, скажем, в пятницу, да, мы на Жумус идем с пацанами, толпой. Некоторые наши пацаны отсюда идут пешком, отсюда идти 2,5 километра. Я сел на самокат, я за 10 минут доезжаю. Реально кайф. А на машине минут 20, даже какой 10, 7 минут. Мне Я, еще часто я вот стал кто-то- человеком этого шеринга, да, каршеринга. Я еще пользуюсь услугами каршеринга. Ты же был или А у меня этого? права отобрали. А? Ты же до этого каршеринг был. Нет, Да? оно Я всегда было. больше- Да. Решен прав. Не, я имею в виду, ты же и раньше каршеринговый был. навсегда. Да, да. Ну, нам можно Всегда, уже пойти всегда. взять. То есть- Уже можно, короче, прошло это Короче, время. прикол, я беру самокат в аренду, доезжаю до машины, которая стоит в каршеринге, короче, и беру машину. Сейчас Да, Яндекс, я- говорит, запустил, да? Очень удобно. Какая-то реклама этого Яндекса пошла, одного остановим. Они нам не платили, так что не будем рекламировать. Они даже Бакирову не заплатили. Первый кто чемодан, такой? да? Аю. А что, ему должны были заплатить? Он же Яндекс доставщик, он мог бы стать амбассадором. Давай, вот да, я прям у меня язык чешется, я хотел поговорить про главный бой Хусейн Адамов, Ерлан Шакишев. Кто-то задаст мне вопрос? Почему была ничья? Не, к этому вернемся. Я вообще в целом. какой вопрос? В целом. Ты скажи, Как какой вам вопрос. бой? Да, что вы хотите спросить у меня? Я так чувствую, что вы хотите что-то спросить. Ну, неужели... Не, вы Мы чё, вообще, ничего- на вы самом чё, ничего деле, не хотите у меня мы с спросить? Улой, мы хотим спросить, где ты был на обзоре боев, Да. на обзоре турнира. С Да, потому что- гостями был, елки-палки. Вы тоже... Я же сто раз еще, чуть не поругал. Я говорю, занят я по существу. У нас- Братан, ты занят У нас тайм, Да, на самое турнире, главное, брат. самое главное, Там, это брат, ты турнир. нужен. Я на турнире хотел поругаться в том плане, что мне кто-то 10 раз звонил. Мы все звонили тебе. Не, один и тот же человек меня звал на какое-то интервью. Это Я чё- была Виктория. Не, это вот, кстати, не Виктория. Вот, А, нет, это, наверное, всё равно спорт... Викторию Я буду знаю, ругать. кто это. Да. Я Кто? просто к чему говорю. Спорт плюс хотели, чтобы Не-не, ты они был в молодцы. студии. Но в плане того, что нужно чуть-чуть заранее договориться по этому интервью. И я гости приехали, уважаемые люди, ветераны спорта. Кого-то встречаю, кого-то провожаю. И мне раз 10 звонят. представляешь? Нурбек, ты сам подписался. Не, я Да. подписался. Ты Ну, просто мне должен не сделать сказали, когда я это, должен был не подписаться. брать телефон от этих
Не Ты знакомо? можешь поставить, да, функцию. Кстати, вот ты второй раз это рекламируешь. И по Ерлану Шакишу давай перейдем. Давайте. На самом Мы деле, еще не поговорили же про Адама Хусейна. Или все уже? ну, Ерлан Шакишев, Адам Хусейн, это одно и то же. А, сори. Да, я уже один про- бой. Я просто к чему про говорю, Юду. мне бой понравился. Я вот сидел... Какой тебе понравился? Это последний. Саюб? Блин, ну, Не, Нурбек. последний. Не, вот Ужасно. я с точки зрения скажу, с точки зрения, я где-то с вами могу согласиться, но в целом мне понравилось... Бесконтактного боя, с Мне точки как зрения. без контакта, там Да нет, постоянно да я попадали шучу, удары. шучу. В каждом Разочарование раунде, года. не, понятно, что не так все быстро и каждый раз, но в каждом раунде 2-3 хороших удара попадало. Для TJ это очень хорошо, я считаю. Нет. Ну, знаете, я Брат, когда смотрю это этот бой, было 5 у меня было раундов чего-то это Я самого. вот редко с Сулой соглашаюсь, но я не могу вот у меня здесь было не такое ощущение согласиться. стойкое, как будто Хусейн Адамов не хотел побеждать, а Ерлан Шакишев не мог победить. Вот у меня вот такое стойкое ощущение было, когда я все 5 раундов Мне кажется, просмотрел. Ерлан Шакиш тоже не особо хотел побеждать. Там была тема, Ну, короче, я или не сделаю хотел ровно тоже. столько, чтобы остаться Я чемпионом. даже не видел, что он что-то делал. Не, а чтоб ты... Какие ты раунды отдал? Чтоб ты... Я сейчас скажу. Чтоб ты понимал, у Хусейна все такие бои. Ну, это не меняет, Я- меняет наших отношений. Ну, да, это не к оправдывает впечатлению. его. Мне Да, понравилось, что он хоть не законтролил этого Шакишева. Ну, у во него, все не 5 получ- у раундов. него первый раунд не только получилось. Я тебе говорю, вот, я почему-то думал, что если будет проходить, он будет постоянно проходить и контролить его. Я сначала, ну вот, как не то, что переживал, просто думал, что неправильно, что в Лиге Найза не проходит часто защиту титула в тяжелом весе. Я понял, что это было правильное решение. Лучше раз в 3 года такое смотреть. Согласились, да? потому что, ну, прям, 25 Ну, ты минут. вспомни его 20 бой с Зубковым. Вычеркнуть можно было из жизни 25 минут. Нет, от чая. Зубковым бой, вспомни? ну, это Помнишь? очень давно было. Я Был- решение помню. А Был бой в не начале, помню всё. Зубков его роняет, забегает сверху, он переводит Зубкова, и все, и все 5 раундов он сверху лежит, и все. Короче, очень сложно это смотреть было. Ну вот, как мне... Я не видел, что Ерлан Шакишев хотел победить, именно вот стать чемпионом. Вот он что-то двигались, какое-то напряжение. Знаешь, я согласен, Ерлану Шакишу не хватило мастерства. Да, не вот хватило мастерства не хватило, а желание было. Полет. Глаза горели. Я Ну, желания же- тоже не видел. Но, Ну, знаешь, опять же, все субъективно. да, Мне кажется, вот если бою вышел бы... я честно скажу, мне понравился бой. Почему я решил так? Поначалу я тоже как бы так отнесся к этому поединку, но потом в воскресенье, субботу, когда я килишевал, я вспоминал, как я себя вел на этом поединке. Это единственный поединок, который я с первой минуты до последней минуты смотрел. И смотрел его полностью напряженный. Вот тогда нравится. Значит, я понял, что он меня как бы... Если бы он мне не понравился, уже в начальных моментах я бы просто отвернулся и уже стал вести какие-то переговоры, разговоры. Во многих боях у меня так было. Этот поединок меня держал с первой до последней минуты. Меня держал. Я пытался напряжение. за что-то зацепиться в нем, и ни за что не смог зацепиться вообще. Мне немножко, говорю, жалко, что Ерлан, ему дали реально супер возможность. Да. По сути, у парня один бой в Лиге Найза, и надо было просто умирать там. Да. Надо было... Это однозначно. И тот вообще ничего не сделали. Да. Еще, да, по судейству надо проговорить, наверное, этот момент. Я был удивлен очень. Судейским решением. Я какой-то момент Талгат на меня посмотрел. Талгат это, ну, чтобы ты понимал, Талгат это, мы когда-то в свое время на чемпионате мира по панкратиону вместе участвовали. Его как бы тренер невысокого роста, Кульцаринский. Вообще они не кульцаринские, они харатонские. Харатон такой поселок рядом с Кульцарами. А там кричали ребята в конце каратона. Вот это да, есть, да. они орали, да, Да. вот это Но бригада. в целом они как за Жилойский район, город Кульцары, рядом есть село Харатон, Жана Харатон, новый Харатон. Вообще 2 Харатона было. И вообще, чтобы ты понимал, Харатон, почему он популярный, он прям возле места рождения Тенгиз. Изначально старый Харатон. Потом его перевели там и так далее, и так далее. Ну, Тенгиз... Брат, вы что-то потерялись, мой брат. Ну, нет, почему про это стоит поговорить, что это ребята с региона, где там, возможно, я не в тройку мира входит по местодобыче нефти, чтобы вы понимали, в мире. Где-то... Сейчас подумают, что он судьи купил или что. Я к такому подвел. Я про это и говорю. Он с самого крутого нефтяного региона мира. Не Казахстана, а мира. Ну, сейчас повесится. ты чё? Сейчас так это подводил. Не, Мулык, наверное, сидит.
шейки купили молока. А так я тоже не согласен. Я дал первый раунд. Давайте, какие раунды ты дал? Я, брат, ничего не отдал. Да? Я, знаешь, момент был, когда он живот пробил, увидел, да, Шакишева. И момент был, когда он в челюсть, я думал, все, сейчас он добьет. И он не дорабатывал. И были такие опасные моменты, хорошие, тяжелые удары. Мне понравилось, что они оба держали удар, потому что оба били тяжело. И оба хорошо попадали. Прям хорошо. Мне понравилось, что такой был, как, вот я говорю, я весь сконцентрирован на этом поединке сидел. Не из-за того, что Ерлан Шакишев с Кульцары, не из-за того, что он казахстанец. Из-за того, что у него много нефтяных вышек. Не из-за того, что он там с нефтяного региона, а в целом вот, это для меня долгожданное событие, как ты говоришь, почему в 3 года один раз дерется. Реально это было такое долгожданное зрелище. Важно, наверное, еще проговорить по поводу судейского решения. Оценок. Я не согласен. Не то, что... Ладно, это уже в любом случае... Ну... Я почему сказал про Талгата? Когда он Кстати, да. он на меня так посмотрел и типа задался вопрос, я сказал, он проигрывает. То есть мое решение, мое мнение было, он проигрывает, я сказал. Талгат, типа Ерлан Ироха проигрывает, я сказал. Да, по поводу оценки, многие просто спрашивают, как вообще такое произошло, что оценка 47-47. Я вчера специально стал разбираться с этим, потому что, я сначала написал, что, типа, отдали один раунд, типа, ничейный, и мне говорят, типа, не бывает раунда 9-9. Это, не существует его в ММА правилах, вообще в Unified Rules. Я реально прям запарился, зашел в Unified Rules, попереводил, и действительно там нет оценки, ее не существует 9-9. Потом я связался с ребятами, которые судейский корпус оценивали этот бой, и они сказали, что они ошиблись, типа, должно было быть 10-10, должен был быть счет, ничейный, типа, 48-48, они, типа, ошиблись, случайно написали 47-47. Но... А 10-10 есть в правилах. Я в правилах этого не нашел тоже, честно скажу. В правилах написано 10-9, есть счет 10-8 и 10-7. Это 3 счета, которые возможны. А 10-10, мне сказал судейский корпус, что им на семинарах рассказывали, что такой есть счет. Но Все, в правилах... что не запрещено, разрешено, значит. Нет, смотри, правила это такая Получается тема. так. Сула. Что касается правил, это отдельный вопрос. Просто я почему доверяю Мулуку в этом плане? Как бы он единственный из нас, кто ездил на эти семинары, там, хоть минимум 5 раз. Это раз. Во-вторых, есть такое понятие, вот, допустим, у нас наше мнение есть судейское мнение. Оно не всегда как бы может нам нравиться, когда этот... Я просто почему не спорю? Я Мулуку позвонил и сказал, как ты ничью здесь увидел? Если там сравнивать, даже если была ничья, у этого ущерба больше, да, там все лицо в крови и так далее, и так далее. Там по правилам вроде бы там... Да, есть дэмэдж – это первое место, это самое главное, ущерб. Но, опять же, этот прессинговал. Просто как мне аргументировал Нурбек? Он говорит, Нурбек, чемпион ничего не сделал для... ничего. Такого в правилах нету. Это понятно. Судья решает. Судья говорит, чемпион ничего не сделал, чтобы показать, что он чемпион. Он принимает решение. Я говорю, смотри. А претендент? Обычно говорят, да. Тогда можно было считать тогда вот то, что считаешь же, вот вы же платите вот пацанам, да, которые считают. Все этого было бы достаточно, если бы там не было главного судьи. Ребята, не оправдывая решение судьи, я скажу, мое мнение про Ирлан проиграл, Ироха проиграл, можно было спокойно отдать Адаму Хусейну, но, честно сказать, так же, как и ты там говоришь свое мнение, так же, как и Сула, мы ожидали, конечно, что будет прям такая. Еще забавный момент был, когда оглашали победителя, говорили на казахском. Сказали сначала, фамилию Хусейнова, потом сказали, или наоборот, потом сказали Ирохи, да, фамилию, и потом что-то... Да, в конце что-то говорят. Да, я не понял. Да, я-то стоял еще сбоку. Потом ты мне пишешь, я думаю, ты знал. И Адамову, типа, там еще просто... По-моему, Адамов тоже не понял. Да, я потом повтор посмотрел, Адаму сначала поднимают руку первому. Никто не понял. Все, типа, ему надевают пояс, и потом раз еще... соперник тоже поднимает руку. То есть, чуть еще тоже и рефери, мне кажется, сам, что ли, не понял. Я не понял, короче. Кто рефери был? Манов? Нет, Актлео. Ах, да. Да. И я потом же беру интервью у этого Адамова. Да. Адамова беру интервью, и ты мне говоришь, возьми тоже интервью соперника. Я такой думаю, так он же проиграл. Я даже не знал, представляешь? Не, вопрос, я не для того, что он проиграл. А я-то не знал.
человек за титул дерется, ты же в любом случае должен у него интервью Ну, взять. такой бой был, я вообще не Не, ну хотел понятно, одного, ни как бы, второго брать. это же работа, брат, наша работа. Не-не, я к тому, Вот что я если, даже не прикинь, знал. я бы вышел и сказал, да, это такой бой бы, гонорар не заплатил бы им, да? Я Ты бы представляешь? такой- Или был бы, бы- был или бы бы, я- знаешь, да, это такой бой, свет отключите. Был бы я главой лиги, я бы так бы делал. Это же наша работа. Хочешь, не хочешь, такое как бы, ну, мы видим UFC, да, вот, ну, раз мы на него опираемся, на него как бы смотрим и на него равняемся, мы всегда же видим, вот Дана Уайт или довольный, или недовольный. Не бывает что-то посередине. Он всегда, или он кайфует от турнира, или он говорит, блядь, деньги на ветер, да, то есть Вата. мы часто такое видим. Ну, Так, давайте кстати, перейдем, джентльмены, на другой самый бой. Бой. Да, что, у нас же дохрена боев. Бигжан Бакиров. Блин, знаете, вот у меня же есть такая привилегия, я стою там на стардауне между двумя бойцами и приблизительно чувствую вот эту энергетику. И где-то на процентов там 50, 60, ближе к 55-60 я как бы примерно знаю, как произойдет. Ну, как бы предполагаю, как будет. Почему? Исходя из этой ничего видел. энергетики, засовываю руки, сердца бьются вот так. Ничего не видел, но увидел, знаешь, уверенность и в этом бойце. Я понял, что все думали, что Адамов сейчас быстро закончит этот бой. А кому я сказал, что будет 5-раундовый бой? Я кому-то сказал. Я кому-то сказал, что будет 5-раундовый бой, скорее всего, они там будут решением судей это все выйдет. И чем раунд за раундом проходил, я уже понимал, что Ерохи не отдадут, Ерохи надо там, не знаю, сальто делать, там что-то делать, но выходить, чтобы с положения, чтобы выиграть. Как мы красиво опять перешли на этот бой, отвечая, не Мы говорили понял. про Ю, ты говоришь, когда ты Бигжан, стоял... да, Ты да, начал с Бигжана? Я почему перехожу? Вот между ними, когда стою, предположительно, вот это видишь ауру, да, и Бигжан прям хавал этого... Матвея. Да, Матвея прям хавал своей уверенностью. Это было ощутимо. Матвей чуть-чуть как бы... Ну, не то чтобы испугался, но был... И даже не то чтобы скромнее, а, знаешь, как будто соглашался с этим, что он его проиграет. Хотя вот нам на самом деле рассказывал Жандарбек, в прошлый раз сидел с нами на подкасте, и он рассказал, как этот бой организовал, что Матвей сам сказал, я типа видел, что у вас парни есть хорошие, которые всех нокаутируют, и я Да. хочу с ним именно подраться. Ну, конечно, Жандарбека работа продавать этот бой. Ну, как бы он же должен... А так не было его? Не, Я не у знаю. Бигжана, когда брал интервью в конце, то есть после боя, я говорю, что, как почувствовал, когда... Он говорит, я, говорит, когда зашел, когда он уже когда зашел, говорит, в клетку, было по нему видно, что он горит. Говорит, наверное, на него, говорит, вот именно и публика. Я сразу раз, и вот только даже бой не начался, говорит, я типа, по-моему, Брат, посмотрел. я и тебе увидел. больше скажу. Вот реальный замер ударов, где реально, не то, что там сейчас все бьют, там девушки по 2000, по 2 тонны бьют. Вот реальный замер ударов, где я бью 700, Бакиров бьет 1200. А где это? 1200. Нет, а где вы замеряли? Вот специальный замер ударов 1200. В каком-то зале? Не, я Да, тоже ну, хотел бы. специальный замер ударов. Нет, это тот же самый, но настроенный правильно, который реально показывает, отражает реальную эту картину. Помнишь, такой аппарат стоял, когда Жанкош ударил? Не Жанкош, Садридин тонну ударил. Мгм. Тогда же, помнишь, я там выбивал 750-800. Я со всей силой бил, со всей дури бил. Шавхат С выбил разбега, да? Я 700. помню, Шавкат разозлился и раз Да. 3 подходил туда. 700 тонн, 700-800 ударил. И вот боксер, там, Жанкош ударил больше Я вчера 800, Жанкоша видел, 900. кстати. Да, он с нами там наверху сел. А этот... Нет, может. А Садридин выбил тонну. Вот где вот они тонну, где я 700, Телефон где выбил, это да, выбил, он еще? этот миллион, Мгм. тонну 200 выбивает, 250. У него удар тяжелый, нереально. И стойка хорошая, и при этом правильно. Мне нравится, что он именно, типа, ну, прям заточен на размен, ему пофигу. Он идет, получает урон Да, и да. отдает его. Вот я говорю, вот он Ты бы... его все бои посмотри, которые он давался в руки. Я смотрел. Да, там... Он там бы с Хусейном «Темная Адамовым ночь». бы, я считаю, что Ну, лучший надо бой бы чуть-чуть показал. защиту от борьбы все равно ему натренировать, если вдруг он Не, он же сказал, что не будет драться. через год, он сказал, я через год Да ему борьбу нафиг не подтяну. надо этого. Я У него вернусь в в ММА. кулачке Но он все тренил, замечательно. он тренил С Артемом да, Наверное, с ему и командой в Fight кулачке, Club. наверное, и платят побольше. Я у него сейчас спросил просто, говорю, ты как прям хочешь сам бороться? Нет, говорит, я просто защиту от борьбы поставлю и буду так же биться. Он еще быстрый для тяжа, то есть именно Ну, в тяжа. и мне кажется, он еще, знаешь, вот ему точно там не надо кричать «дерись», он будет драться. То есть вот такой драчун пацан. Я говорю, да, он до конца идет. И классно, что он больших не боится. Да, и в Я первом раунде, да, давайте скажем, кто не смотрел. А если кто не смотрел, обязательно на ЗА ТВ посмотрите. В первом раунде Бигжан Бакиров ударом в печень Как и говорил нокаутировал, Бобой. да, как и обещал. Слушкова щелкнул. Рустам Даминов, который до этого Уф, какой хороший бой был. Аляскаром Лучший бой боролся. всего турнира. Да, Еламан Шартаев, Рустам Даминов.
Ну, Офигенно. мне Ты знаешь, не какой смотрел? бой понравился? Я смотрел. Мне знаешь, какой бой понравился? Дулат Кинисбек. И вот для меня открытие это. Хороший пацан. Он Видел же его у тебя до внешность? этого же, он же на Жек-Пежек участвовал, да, по-моему? Не-не, он, кажется, в октагон участвовал. Да, Или он- в октагон, да. Я Боевой- думал, вы сейчас скажете боевой Рустам Дамиров, ботаник. который был Жаман Аурволда. Это же он. Я же с Аляскаром он Да, дрался. да, да. Я же про это хотел сказать, Сула перебил. Он до этого с Ежаном Аляскаром дрался. Я помню. Вот этот, типа, и он говорил, я Аляскар, помнишь? Жаман И Аурволда. я примерно, я вообще, честно сказать, я Елемана знаю, у Елемана просто в А прошлом он году... слетел же, кстати. В прошлом году... Не, Елеман Шертаев. Елеман Нет, Шертаев с ним он- подрался же. С Аляскаром он дрался. Нет, сейчас подрался. Вчера. Да, вчера, да. Я говорю, что Вот это- Аляскар еще слетел у нас. с Да, турнира. да, это понятно. Вот это меня в смысле сбил. Я к чему говорю, что сам Елеман, он получил очень серьезную травму в сентябре месяце. Я не знаю, если А что честно... за травма? Ну, я не знаю, если На он... тренировках? Нет, ты у него спроси, он сам, если расскажет, расскажет. Я видел просто там последствия этой травмы. Он очень серьезную травму получил. И, если честно, я знаю, что у него эта травма была. Я думал, что он не вывезет этого соперника. Он вывез. Все-таки Елеман, вот где Елеман, это, знаешь, вот мне в последнее время он очень сильно нравится. Он активный, он в бою, знаешь, как бы Характер есть. от раунда к раунду раскрывается. Вот я о нем хочу сказать. Вот реально вот человек, IQ. который... Очень хорошее IQ бойцовское. Помнишь, он провел бой С Бразилом. А? С иранцем С Бразилом. иранцем, который... Тренер по вольной борьбе Тренер этого Чарльз Оливейра. Оливера. По вольной вольной борьбе. разве? Да, по Да? вольной борьбе. Он сам его борол. Он сам его борол. Он чемпион Ирана по вольной борьбе, брат. Чтоб ты понимал. У него характер прикольный. То есть Молодец, вообще молодец. И вчера он, видишь, после этого и с виду подготовился, этот Малахай одел, еще такой непростой у Малахай. него какой-то, всегда он, кстати. Тигровый. Да. Барс Из этого, какой-то, из леопард. Барса, да, как будто красивый такой, леопардовый. Молодец. Мне тоже Не, нравится. И классно, что он не испугался и готов теперь подраться с Кабдрахмановым. То Ну, есть мне кажется, он не говорил Кабдрахману, Нет, да? он сказал, Он кажется, сказал. этот... Оставляй Кабдрахману, говорит, поезд оставляй, уходи, типа, я буду драться там. Да. Я такое услышал. 2 раза уже. Ну, по крайней мере, мне он так говорил. У меня он так записан, то, что уже Нурбек говорит тоже. Ну, Зачем Нурбеку солить, по-любому типа, будет, надо что ли? этот поражение закрыть, мне кажется, в любом случае. Ой, Нурбеку надо... Ой, Там даже не Киоса, я знаю, так надо понял, вообще уехал, да, посмотреть, куда-то? что с он Нурбеком был в какой-то момент в сейчас. Америке, точно, Киоса. Он прилетал, Ну, открывал, пусть видел. едет, если что. Не, я к тому, что Елеман Чертаев говорил, просил Киоса, а Киос типа в Америке. Вот, что-то ему такое. сейчас сказал вроде Жума... просто, может быть, я Он тоже хочет говорю. с персом. Ну, с персом все Персом хотят. всех хотят. Даже Альберген вчера заходил. Вчера видели, Альберген там всем вызовы понакидал, бой выиграл. Что, говорит, ушу, я там любого, короче. Ему бы Молодец. надо за Альбергену с кем-то подраться. Ну, Нормально. Да, нормально. Никакого Вот не будет. Смотришь соперника. Дядя Вася, а вот Заурета мы серьезного. снимаем? А? Не-не, у Заурета него не серьезный соперник был же вчера. Кто? У Альбергена. У Албергена? С Узбекистана был? парень был, Да да? нет, там, который делает не восьмерное смотрел бы. сальто какой-то. Да нет, Это там он еще делал ужас сальто, да? какой-то. Там чувак делал с 3 метров 3 вертушки подряд, упал. Там, короче, какой-то вообще, ну, ужас прям. Албергенчику При всей нужен нашей любви к хороший Альбе. соперник, под Ну да. хорошего соперника, чтобы он прям Здесь не Альберген, вылазил видишь, из список, зачем зала и Альберген? готовился. Все есть у него для этого. Юн. И второй, Да, кто да, мне да. понравился, это Юн, китаец. Блин, если честно, я думал, что вот Милан Гусейнов, это мой ученик, да, там долгое Я время. не был уверен, кстати, что Милан долгое победит. время у меня тренировался. Я больше чем уверен был, что Милан, скорее всего, выиграет. Хороший Но китаец. при этом, при всем, я знал, что китаец, я вижу, уши поломаны, там, стойка, уши панды, там, да, вот это как его? Кунг-фу. Шупанда. Кунг-фу, короче, да? Кунг-фу. У нас же все Или кунг-фу, ушу-сань, да? ушу прям с пандой связано. И этот, молодец. Юн красавчик. Да, на самом деле тоже, когда смотришь на рекорды некоторых бойцов, ну, несмотря как бы детально на все это, ты видишь, что у него рекорд был до боя Отрицательный, 7-3. Нет, не 7-3? отрицательный, 7-3. Но прикол в том, что он был на серии с 3 поражений. Первые Да. 3 боя он проиграл, и потом серия 7 побед у него. И он как раз вот... Растет, да? После серии 7 побед, да, он 8-ю, получается, Милана победил. То есть у него сейчас серия из 8 у побед. Милана все нормально. Что, одно поражение, он сейчас будет работать над ошибками, он понял, где у него косяки, над чем нужно поработать, а там работать надо и работать. Я не думаю, что это что-то такое. То есть все норм. Милану еще 25 лет, все впереди. Слушай, а Милан грэплер? Не-не, он тайбоксер изначально. А ты боксер. Он с ударкой чистый универсал же такой. Не, но я помню, что мы ему поставили и грэплинг, он и на Казахстане выигрывал, и на мир что-то ездил.
Потому что именно в борьбе, получается, китайцы на голову выше. Не, ну, есть такие, которые, хоть ты борец, но там, если тебя на голову выше, то есть это как бы нормально. Просто нужно, он уже понял, с каким Просто бороться. это второй Драться боец, с который с такими. мне, бой, которого мне понравился, да, если я про Дулата говорил, Кенисбек, он выиграл очень хорошего таджика. Я этого таджика так видел, Пулот мне представлял его, и, если честно, Кенисбек его разобрал. Прям Прикольно, хорошо. что у него образ уже есть у Дулата, он типа боевой ботаник. Вот это Да, классно, что он этим Мне кажется, запомнился. это тут наши девчонки любят это слово. Краш. Мне кажется, это, да? Похож на краша? Нет? Вика разбирается. Ну, у Вики занято сердце Сула, и мы знаем. Ну, это. понятно. Никаких новых крашей, кроме Сула. Если они краш, а Вика, Сула тогда браш, да? Почему? Я не знаю, почему. Браш как переводится, нет? Ну, типа брашка. какой-то. Брашка. Окей, типа сон. Перестоял немножко. Да. Те коктейли, а это брашка. Шучу, братан. Да нормально. Браташка. Да, браташка. Нам отношения позволяют прикалываться. Да, еще круто, У что... казахов слово такое есть. Көңілің жараса, солай ма? Әзілің жараса, атаңмен ойна, говорит. Если, говорит, у тебя, короче, все нормально, если это позволяет, играй себе с дедушкой, да, типа, да? Ты дедушка Сула. Не, это имеется в виду, если у тебя с башкой все в порядке. Если ты не тупишь, короче, не гонишь, то нормально двигайся. Самое главное, что ты дедушка. Да хоть с дедушкой. Окей. Мне кажется, тоже интересный момент. Мы это обсуждали вот как раз на разборе карда, но сейчас тоже, наверное, стоит про это поговорить. Таджикское ММА сейчас реально на подъеме, и я не понимаю, за счет чего, в том плане, что в самом Таджикистане ММА запрещено профессионально. Да. Ну, так же, как и в Я тебе Азербайджане. скажу, почему, Майкл. Сказать? Вот ты сейчас опять будешь не верить. Во-первых, Плот Назарова мы знаем уже, да? Да. Ты что Он в Найзе поднимает своих бойцов. Он к Найзе готовится. Он прекрасно понимает, какой здесь уровень, братан. Это не потому, что, короче, что такое. А однозначно. Он своих, вот, племянник и сын его вот этого, да? Вот молодой был сын, а племянник вот этот, короче, чуть Шамол. повыше. Он знает, куда он едет. Он знает, какие здесь бойцы. И если он не хочет быть каким-то проходным, а он уже заманался быть проходным. В Ахтау он только проходным и был статистом. Приходил, там непонятно их, короче, наши там джигитеры, короче, местные, всех, короче, нокаутировали, либо сабмитили. И он думает, подожди. Не, были хорошие пацаны. Были, но все-таки сейчас вот мы говорим про это. Потому что вот Сейчас я был в Таджикистане, я был в их школе, брат, у них 15 тысяч квадратных метров зал, чтобы ты понимал. Там есть, скалолазание, бассейн 50-метровый, насколько я помню, зал для ММА, борьбы, тайквондо. Там такой большой комплекс, вообще в шоке будешь. Я когда туда приехал, президент федерации. я удивился. Они вот именно под себя вот этот зал сделали и кайфуют там. Там не один же зал как бы сильный, там Байонов Тим тоже очень сильный. В чем прикол? Рядом с этим залом, вот который в 15 тысяч квадратов, рядом стоит еще такой же зал, где-то по 20 тысяч квадратов, это UFC Gym. Ну, это вот Байонов, наверное, команда. UFC Gym 2 зала в Таджикистане, а ММА запрещен. Я вот этого не понимаю. Я тоже не Ну знаю. вот типа они в любом проведение случае, мероприятий. он сюда профессионально. приезжает, Да. он чисто здесь отрабатывает то, что они. Не, вот Они здесь я растут. Я это говорю не из-за того, что знаю, это я из твоих слов говорю. Вот, допустим, если с точки зрения вот Азербайджана посмотреть, там UFC проходит, там бойцов тоже немного на самом деле, Ну, да, там. Да, Практически Азербайджан в можно этом плане сказать, после проигрывает Наримана конечно, Абасова Таджикистану. бойцов больше нет именно с Азербайджана, Да. потому что Физиев это кыргызстанский Ну, боец есть изначально. типа Тофик Мусаев Да, хороший. ну вот, Мгм. 1-2. Не проходят какие-то часто турниры, не слышишь о многих клубах, на Сейчас государственном будет уровне, рассвет, скорее скорее всего, ММА, знаешь, как бы мы видим, что не совсем разрешен в Нет, у проведении, них там, в вроде организации. свои есть какие-то. То есть, Ну, то есть трансляцию не показывают, да, там. Но UFC там проходит. Теперь Ryzen там будет прошел. Ryzen, Ryzen там прошел. Теперь будет, наверное, все-таки какой-то рассвет. Не, UFC это знаешь, не это Ryzen. просто ты подумай, как думают менеджера. Они пришли к этому, поспели. И сейчас они думают не с точки зрения этого, как его, типа развития ММА. Они с точки зрения продвижения своей страны думают. Вот об этом они думают, понял, да? Они с точки зрения продвижения своей страны сейчас проводят этот ММА, там приглашают Дана Уайта. Формулу-1 они проводили тоже. Да? Ну Формулу-1 вот, я про это и говорю, что об этом будет Офигенно, говорить весь да, мир. да, кстати. И знаешь, это такое, к такому напрашивается, что как бы в этих вещах как будто бы лидирует, да?
Ты Однозначно. вот с гостями со всеми же общался. Да. Надо кому-то закинуть, давайте UFC привозите. Нет, UFC... Либо прикинь, в Октаву, вот сейчас говоришь про Формулу-1, прикинь, в Октаву все построить, да, эту трассу. Это Вот- же вообще фантастика. Вот, чтобы ты понимал, в Актау 5 раз или 6 раз проходила Дакар, Ага. ралли Дакар. Ага. На этих КАМАЗах, Ну там же маленьких машинах. супер. То есть, и участвовали все мировое сообщество. Я сам лично участвовал в проведении этого мероприятия, чтобы ты понимал, когда бытность Надо там руководителя вот трасса, там будет вообще фантастика в Октаву. Ты чё? Нет, там не... Они же не по трассе ездят. Им как раз-таки Нет, нужно я говорю, как бездорожье. Формула-1. Ну, Формула-1. Ты чё, Каспий, вот оно, вообще фантастика, красота. Ну Степь да. голая, открытая, жара, там у вас и такие, там вот есть нулевая точка есть. Там вообще прям супер можно было сделать. Октава вообще жемчужина Казахстана. Не Казахстана, а мира. Правильно говоришь. С этим точно согласен. Аманжол Жанабай. Мой курдас подрался, дебют. Очень хотел, вот кейс, да, такой, когда там, типа, предприниматель никогда не дрался. В целом, Сейчас вот скажет еще в легком весе медийный пояс давайте, я буду тоже. в легком весе. Он скажет. Не, Сделай. он не легкий вес же. Он Сделай. скажет. А, он Давайте. скажет, да? Пускай сделает. Если он будет просматриваем, если он будет смотреть, будет приводить толпу народа, почему бы и нет? Ну, с Аманжолом зашла какая-то другая аудитория. Да. Зашла Совершенно с тобой бизнесовая, согласен. зашла Согласен с такие тобой ребята, полностью. которые в ММА особо не ходили. И но он это- вышел тоже, вот мне понравился, как он вышел. Вот это вот, да? Вот Да, это это такой яркий пример Какое- для молодых что-то бойцов, было как такое, начать, что-то другое. начать карьеру в ММА, да? вот. Что-то другое, хотя бы какое-то разнообразие. Да, да. Был у него соперник, я не знаю, насколько там он крут, но при этом, при всем поменялся соперник, и сзади приехал молодой пацан, узбек, в регалиях написано, что он чемпион мира, чемпион Узбекистана по кикбоксингу, да? Или тайбоксу? В регалиях, может быть, не Не, знаю. написали. Мгм. Ну, его хайкик мне показался не хайкик, а фронт-кик, да, кажется, сбоку был. Еще он вначале же нормально руку не пожал же. Он сразу Да. дух сразу. Сразу короче. пнул, Да, он сразу эту тему замутил. Хотел усыпить, да? Да, Ну, он прикольно. типа такую тему. Я вообще короче, ждал, хотел что Буржан замутить. выйдет как бы на бой. И я ему говорю, все, как раз когда этот Кто? снялся иранец, Бауджан? я говорю, Буржан, твое время настало. И он такой, ой, не знаю, там что. Мгм. Что за боже? Наш Буржан. Да нет, это прикол был. Как А. он? Директор Дартим, да? Он? Так, все. Бауэр, что ли? Он же хотел с ним драться. Мы Серьезно? же поговорили о нашем турнире, да? Переходим плавно к Булату Заманбекову. Я считаю, что его нужно обязательно поговорить. И Хушена Аханова обязательно надо. Ну, Кошена Обоих. Аханова я видел только отрывок. И вообще, Я честно посмотрел. сказать, я не знал этот поединок, что будет про Кошена. Ты One не FC, следишь не за One- мой, да, Инстаграм? Нет, был? знаешь, дрался? у тебя же тоже там немало новостей выходит. Кушен. Кушен. Он Он же же русским. Он же тоже Гусаров, Да, дрался. да. Валерий. Он же в Найзе дрался. Он же Да, у него сокомандник одна Понета. победа в нозе была у него. Выиграл? Да. Он сокомандник Я на него Понета. смотрю и думаю, где я его видел? Там маленький бой, у него такой нос еще странный такой. Не, вот, кстати, в Всё, Найзе всё. очень характерный бой он провел. Да. В Алматы-арене, да? Не, это Балон-Шалаки тоже было. Когда Жаслан Акимжан дрался с Понетом. Мгм. М. Он тогда, да, выиграл. Это он был? Да. Всё. Сокомандник Понета, они вместе с Понетом вместе прилетели. Все. И он, короче, задушил Аханова. Причем задушил вообще типа, не низячоком, очень просто, на самом деле, как-то, я не знаю. Пытался вылезти Кушен. Очень пытался, не получилось. Давай, Да. а что говорить, проиграл. У нас у казахов говорят, мы все равно поддерживаем своих... Но здесь надо проявлять вот характер. Вот он Да. здесь абсолютно не проявил вообще желание победить. У того у Гусарова прям глаза горели. Но, Вот если он честно, выходит, Кушенов меня я вижу, удивил. Потому что я где? всегда думал, что он такой характерный боец. А Нет, здесь да- он как будто бы желание у него пропало. не То есть у знаю. того было больше. Прям он здесь вот каждый момент, он труба там, Там же потому бой что у не них такой борьба, большой был. она у них прям Там развивалась, не такой развивалась. долгий бой-то был. Да, Да, но у них там раунды борьба, закончились. она такая, За минуту. не Он плотно сразу попал. же, но она чук-чук-чук-чук. Нет, там Не, больше, чем минуту они боролись. Они прям боролись. Не, брат. к тому, что он плотно Он попал в ему, короче, низячок. и он немного атаковал. И Разве тот, не короче, низячок был? контратаковал. Да? Короче, Ну, вот такая был тема была. этот. Ну, как-то Либо Дарс, безвольно либо получилось. Вот я Либо вот Дарс. просто в Дарс. шоке. Потому что Может быть, Кушен может забился, лучше, да? Нет, однозначно. на самом деле, он правильную защиту начал делать, что там надо именно, типа, развернуться быстро, да. типа. Он И он развернулся, но что-то, наполовину. короче. И все, а там уже дальше засыпаешь. Там, просто там либо ты развернешься, либо не развернешься. С этого приема как бы так. Да нет, короче, Майкл, что ты это самое? Либо Ну, я не считаю, что он прям, типа, не проявил характер. Нет, абсолютно не так. Там, там просто чё там? он- Ты смотрел весь бой? Да. Он же не сразу же они начали бороться. Ну, У них борьба вообще была такая динамичная. То есть там было много самом деле, моментов, да. где там не Мы было как сразу, что раз взял. На короче, интервью, всё. на интервью сидели,
Кім? На подкасте. Плот. О, Пулот, салам алейкум, қалайсыз? Алхамдулилля, как у вас? Ничего. Тебя, ассаламу алейкум. На интервью сидели, тебя обсуждали, брат, про подготовку, как пацаны выиграли. Ты улетел? Спасибо. Улетел? Не, мы А. на финальной дороге здесь. Все. Сейчас я позвоню, брат, выйду отсюда с интервью. Там, Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз бұл жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. Булат Заманбеков, с чего началась вообще вся эта история, а? Все, да? Ну, да, уже бітті уже надо. Давай. Экономишь, да? Не экономим, все, кончилось ты. Электричество не Оно экономишь? будет сейчас вот сюда заканчиваться. Все. Серьезно? Конечно. Здесь же это самое. Найза же написано. Обратный клапан Ты стоит. не видел? Вот Найза. Может, деньги сейчас все это... Когда Алиби Как мы на Алиби? еще не попал на ТАФ, ну, еще новостей не было. По крайней мере, я не знал этого. Алиби, скорее всего, возможно, знал, там переговоры какие-то шли. И мне написал... Алиби мне говорил, братан, давай бой один сделаю туда, и мы там предполагали, что он у нас подерется. С Булазаманбеком? Да, нет, вообще в целом на Изе. Подожди, как мы перешли на Алиби? Мы же говорили вот про Булата и Я же Хошана. тебе эту историю про Ты Заманбекова. первый раз на подкасте, Сула? Нет, ребята, на самом деле я предысторию рассказываю боя Булат Заманбекова Расскажи, с Макаевым. как ты познакомился с Алиби? Интересная история. Я был на этом бое, где вот они познакомились, я был И там. тут мне Макаев пишет, у меня есть переписка, он мне пишет, Не пиши, не звони мне больше. а что если, говорит, мы с Алиби подеремся? Тебе как тебе этот бой? Я говорю, все, ехала, давай. Начал переговаривать с Алиби, там что-то, и тут про ТАФ новость вышла. Все, он в ТАФ ушел. И вчера, когда я увидел Булата Заманбекова, мы, кстати, с ним же кэше записали, он вышел, да? Он должен был быть еще перед боем, но, в смысле, в BTV не вышел, да? И Булат Как Заманбеков... раз интервью после боя. Да. Твое мнение, скажи по бою, брат. Подрался... должен на стердауне, я же написал снизу, я же тебе рассказываю предысторию, сейчас к бою вернемся. Он начал писать, и я Макаеву написал снизу. Типа, если Булат выиграет, я ему пообещал, что он за титул подерется. А если выиграешь ты, если у тебя там условий каких-то нет, там договоров нет, давай, ехала. После этого он написал, после боя он написал, да? Или до боя он написал, типа, у меня другие планы, но если есть возможность, дай бой там вот такому-то, какого-то пацану, я там что-то не помню. А по бою я считаю, что Булат неправильно готовился.
Я здесь, сидя, с Булатом общался, я задавал ему эти вопросы. Ты под него готов? И он такой сидит, знаешь, как бы, типа... И мне кажется, он принял этот бой просто, чтобы хайпануть и деньги заработать. Так Хотя- нифига же не хайповал в таком случае. Ладно, Не. если ты взял хайповать, Не, то не. хайпуй вообще жестко. Не-не-не, брат, я тебе скажу, он хайпанул. То есть о нем узнали через Мокаева. Ну, Он ничего не делает. Да, сомнительное узнавание. В смысле сомнительно. В смысле, Узнали, его- что он подрался в соглавном бою Ну, это не хайп. в этом, как его... в- Карате в, комбат. в карте. Не, почему это не карате- хайп? Это хайп, Не. просто не победа. В Вот и карате, всё. Нет, в карате хайп. комбат. Не, хайп, Не, это если бы его он выиграл, обсуждают. это был бы хайп. Да, его Не, не ну, обсуждают. ребята, Нет, понятно бы, если бы, нет. как говорится, у бабки была бы, Да, она была бы девушкой. Бабка... Я про что говорю? Ребята, Кубичка. ребята, суть в том, что он подрался, где боролся Арман Цурукян, где он был в главном бою. Он хайпанул однозначно. То есть о нем больше говорили, нежели о бое Кошена. Да, там, возможно, и на Зе бой. То есть о нем больше Однозначно, говорили. однозначно. Его больше показывали. Но И- могли побольше говорить. Ну, Он если сам бы- мог это сделать вообще. Даже проигрывая, он мог, я не знаю, там, как-то Не, оставить на подготовка себе. была неправильная. Я считаю, что вот ты дерешься с пацаном, во-первых, рослее выше себя и держишь дистанцию далекую. Ну, это неправильно было. На руках он очень хорошо попадал. И попал бы. При каждом встречном ударе, ну, то есть ударе ногой, он должен был встречать рукой. И все. И так несколько раз он бы пробил бы хорошо. И у него получилось, когда тот с колена прыгнул, один раз попал, когда он то ли лау пнул, он один раз попал. То есть хорошо попадал на руках. Вообще не согласен. с Я тобой, тоже не вообще. согласен. Вообще. Неужели Не Майкл, видели- господи. Не видели, как рукой бил? Ну, Вот. Я мне просто- кажется, что я был удивлен, насколько Макаев крут в ударке, потому что для меня всегда Макаев был типа грэплером крутым и крутым борцом. Ну, он выше классом был в ударке, чем соперник. Он просто перебил, переиграл. Еще и он себе позволял такие вещи, как вот это flying knee, там всякие. Вообще труба. А ты что думаешь, Дидар? Блин, не знаю, может, это просто уровень был от Азаманбека, поэтому Да, да, Мухаммед да, Макаев да, выглядит так да. круто. Да. Не, однозначно это был уровень А другой. еще мне показалось, вот я уже у себя в рилсе говорил, у меня показалось то, что где характер? Баке, где его каком характере? Ему печень Вот пробили так вот, там. да, подожди, Братан, да, когда пускай. печень пробивает, там никакого характера не подождите, поможет. там до печени еще было полраунда, раз второго, и еще целый первый раунд был до печени. Давайте вот так вот. Не, ну, ребят, он же это дрался. во-первых. Стоп. Это на реке. У меня сложилось яркое впечатление, что он туда вышел и уже не верил, что он вышел, нифига себе, это же претендент на чемпионский пояс UFC. Это Мокаев. Это тот чувак, который сейчас там с Даной Уайтом, там АУ, короче, да? Ругается. Да. Как будто бы вот имя, да, вот статус в какой-то степени Мокаева на Булата начал давить, потому что абсолютно блекло. Вот как ты думаешь, стоит ли так делать вообще? Выходить Не, с в самого любое начала. место, куда тебе предлагают, лишь бы заработать и лишь бы это Ну, мы не хайпануть. знаем его финансовую ситуацию, может Нет. быть, ему нужны были деньги. Нет, вот как ты думаешь сам? Если тебе нужны деньги, то стоит. А если у тебя хороший рекорд, деньги однозначно нужны, он тогда женился недавно. тогда стоило. Просто вот, опять же, вот, например, если мы говорим про Кошена, ну, опять же, вот, у Кошена чуть другая ситуация, что у него не был такой соперник супер ультимативный какой-то. Он, на самом деле, ну, на бумаге мог его пройти. То Кошен правильно там сделал, но у Кошена типа 0 был, а сейчас уже нету нолика. А у Заманбекова, у него, в принципе, рекорд не самый хороший. И хороший бой, он, ну, не знаю, именно принял. Я ожидал правильно победы бой. его, честно скажу. Я нет. Булата? Я да, не ожидал. Я ждал Индивидуально победы шансов, Булата, да? и, короче, я говорю же, я в разочаровании, прям хужем разочаровании, чем Хушейн Ахалов. Просто Булат, он же борец тоже больше, чем ударник. И Макаев тоже Если борец. посмотреть его поединки в НЗ, господи, ну сколько много у него там это самое, он при этом вообще не сдается. Где это все на Карате Комбат? Где это вот Сула, это? ну, вот? бои же, Что типа, это два вообще человека такое делают. непонятное вообще это самое конфу там показывать? Алло, вот я зол, отвечаю, клянусь. Если поражение Хушейна Ахалова я еще как-то более-менее воспринял, да, но когда я увидел, я рассчитывал, что он победит, вот честно скажу. Кто? Булат Заманбек. Я думал, он победит. Клянусь. И когда я увидел его поражение, то, господи, и ладно, если тебя там, да, что-нибудь такое там, сделал все, что смог. Не сделал, сука, все, что мог. Не сделал. Вот что меня раздражает. От тебя больше. Он не показал свой уровень. Он не сделал все, что он мог. Нифига, брат. Вы же только что вопрос задали. Я считаю, что нужно такие бои принимать нашим Согласен. бойцам в первую очередь. Согласен. Потому что там, во-первых, это опыт.
с таким бойцом. Опыт зарубежный, карате-комбат, там большая аудитория, совсем другой подход, наверное, к боям. Офигенный Мне кажется, соперники, нашим да? бойцам такой опыт нужен в любом Наверное, случае. Выходить, Нужно драться, принять. получать Похер. по шее и выходить, да? Плюс еще то, Нет, что надо это в побеждать. Опыт получать. Надо в рекорд не побеждать. идет, Наверное. как бы. Опыт получать. А по шее? Ну, по шее это По от шее подготовки никому не зависит. хочется. Не, это же тоже опыт. Тоже? Ну, Давай, наверное, ты с кем? наверное. А ты пока- Я отвечаю, короче. Я думал, ты мне... Не, мне кажется, что надо, ну, точно Нет, ты типа, такой же, смотреть бывает, по вот матчмейкингу. ворчун старик, который сидит и сам по себе болтает. Да. В нашей тусовке как будто бы так, видишь, У нас таких 4. молодые старики, да? Обсудили или по карате комбат есть еще что сказать? Там, в принципе, классный бой был тоже в конце. Сэм Алви дрался против легенды, по сути, тайского Где это? бокса, Тайрон Спонга в Там же, карате да. комбат. А, да? Два бывших бойца UFC. Да, Тайрон Спонг это действительно там легенда там Глори и экс-боец UFC. И Сэм Алви это боец, который уходил из UFC, по-моему, на серии 7 поражений. Перезагрузил свою карьеру в 37 лет или в 38 и стал чемпионом. Защитил уже пояс, там какой второй раз, по-моему. И жестко всех вырубает. Да, вообще красавчик. Вот это его. Плюс- Как он как-то так делает, да, или так Да, делает, по-всякому типа он делает, красавчик. да. Плюс Арман Цурукян боролся на этом турнире с одноклубником Ислама Махачева и победил. Как зовут его? Зайнуков Магомед... Он участвовал у нас на баттерболе. Да, по-моему. Зайнук в Ахтюбе. В Атра участвовал на баттерболе. Макашариб Зайнуков. А. Их два брата Зайнуковых. Он же Макашариб. в Беллаторе, да? Нет, он, по-моему... Был в Беллаторе, да? Нет. Он должен, может быть, должны были подписать, но его брат сейчас точно в Райзене, что ли. Вот. А он сам, по-моему, нет. Он пытается подписаться в UFC, но пока еще не подписан никуда вроде. Если не ошибаюсь. Вот, а так... Брат Ван. Вот, кстати, карате комбат классно придумали для популяризации именно карате. Все думают, что это... Мне не нравится. Почему? С точки зрения популяризации вида спорта это прикольно. Они Дидар, выходят Мише на ничего, пояс. кроме ММА не нравится. Вообще, да. Ему, Да, ну, и ММА не все нравится. И ММА не все нравится. Да, ну, серьезно. Типа, вот на чем сейчас все выезжают? Просто берут ММАшников и Да. ставят их в Он про разные это- Вот он про ситуации. это тебе и сказал. Так сделайте, ни одного каратиста интересно там, ну, нет, типа, того, Я что жду, каратист. когда, Макаев, когда, Малви, не я знаю. жду, когда Вандербой закончит карьеру и придет в Не, в карате чем, комбат. что мне нравится, все берут ММАщиков. Вот, я про то и говорю, все на них Все говорят, популярность. дай, пожалуйста, бойца, чтобы мы раскачали свой вид спорта. Бокс, грэпплинг, карате комбат. Все. Ну, потому что самый популярный вид спорта сейчас. Потому что боксер не захочет А драться они в же так не карате-комбат. говорят, видишь, они говорят, вот, карате популярно. Нет, это ММАшники популярны. Куда их не поставь, они хоть будут стрелять с пистолетов, это будет прикольно. Да, но тем не Да. менее, они же выходят под Не, эгидой не, карате. их медийно жестко раскачали. UFC-шников реально, ну, давай скажем, ММАщиков, они реально медийно раскачаны. В любой город поедь, будет стоять там, ну, чуть ли там не чемпион планеты и олимпийский, и UFC-чемпион, если приедет, допустим, да, там местный, все это. Извините, видели видео, как встречают Алекса Волконовский, как встречают мальчика, который, по-моему, в Армении занял какое-то 6-е место по шахматам. Нет, Видели смешное видео просто? нет. Блин, там, короче, ну, Алекс Волконовский там просто семья встречала в аэропорту, его там особо никто не встречал, ну, и там 5 фанатов. А мальчик, Он же который... не армянин же. Нет, у себя дома. Волконовский грузин же. Волконовский, он не грузин, он вообще мы же австралиец. Волконовский, Да. я прикинь, я про Волконовский машину. в Австралии, когда защитил, забрал пояс обратно, его встречало там, не знаю, 20 человек в аэропорту. И показ мальчик из Армении, который прилетел в Армению, 7-е место, по-моему, по шахматам занял какое-то такое. Ну, на хороших соревнованиях, но все равно, типа, вообще не попал в призеры. И там просто, короче, салюты, типа, там 200 тысяч человек, все там аплодируют, короче, танцуют, торты выносят. Молодцы. Ну, и просто прикольно, что Волконовский вообще не встретили. Ну, в сравнении, красавчик. Просто Волконовский сколько раз встречали, они, наверное, устали уже. Может быть. Волконовский столько раз встречали. Короче, да, забавное видео. Как мы перешли к этому видео? По поводу популярности бойцов ММА. UFC. Ты же сам... Я лучше всех. Я хотел эту тему последнюю предложить. Может, какой-то препарат начнешь рекламировать? Какой? Улучшаешь память? Этот же заходили, вот это не масло Мёд? черного тмина, что-то такое. Что Нет, ему такой... А. Не, ну зачем тут вопрос? для мужской силы. Память пропадает. Все связано. Я хотел что сказать. Интересная тема. Я записывал Дамира Смагулова. Либо сегодня, либо завтра выйдет интервью с ним большое. Прям долго-долго общались. Во-первых, я его звал на турнир к нам на Найзу 72. Он сказал, типа, я готов прийти на Найзу, когда мне Нурбек Карбала пришлет контракт, готов там драться. Просто так, как зритель, не хочу ходить. Я хочу ходить как боец Молодец. туда.
Это, во-первых, что он сказал. А во-вторых, что он сказал? Он говорит, я хочу, чтобы провели турнир Найза против Алашпрайда. 5 их чемпионов против 5 типа чемпионов наших. Прикольно. Я так хочу, Не, я слышал это. чтобы лето не кончалось. Опа! Я слышал эту Так, а историю. как мы сейчас к песне перешли? Я слышал эту историю. То, что ты говоришь, она как бы... Старая еще же, Не, древняя история. это хотелка не только Дамира. Я слышал. У нас да. сейчас один спонсор титульный. Знаешь, в чем прикол? Вообще, откуда эта идея вышла? Эта идея вышла, я как понял, с разогрева боя Дамира Исмагулова и Фанили Рафикова. Нет, это раньше было, братан. Не. Сейчас эта тема откуда поднялась? Обратно? В смысле? Эта тема оттуда поднялась. Типа выходит Дамир, выходит Фаниль, и тут типа совместный турнир. Я как бы, знаешь, вот это сравнение... Это, ты про этот вызов хотел сказать? Да. У меня этот, как Алидар Булатович говорит, Нурбек, мы вообще, говорит, я к этому согласен, но вот мне нравится, как он отвечает. Мы, говорит, не конкурируем с внутренними лигами Казахстана. Нам смысла нет конкурировать. Ну, то есть зачем это нужно? Там кто-то будет так писать. Все люди, вот люди и скажут, пусть люди, болельщики, фанаты скажут, кто лига там какая, да, по номеру. Это одно. Второе, на это вообще как внутреннее шоу, как в плане организации, вот ты сейчас говоришь, один титульный партнер. Я больше чем уверен, что очень много... Нам будет проще договориться с международными лигами внутри, нежели со своими провести. И я сейчас не говорю про себя или про кого-то. Я в целом говорю, это как бы не так все просто, как кажется. Это раз. Во-вторых, ну зачем это такой раздор сеять, где нет раздора? Да, грубо. Я вообще этого не Зачем понимаю. ты раздор А сеешь, мне кажется, было бы Михаил? круто. Ну, знаешь... Зачем ты раздор сеешь? Чтобы было круто. Чтобы был раздор? Чтобы было круто. Инфоповод был. Ну, самый хайповый турнир был бы, наверное. Да нет. Да нифига завязывать. Чё? Почему? Какой там самый Когда хайповый? всегда интересно, кто сильнее. Если, там. если еще как-то с кулачкой, это, знаешь, Для там, с Казахстана. намадом, Да? с рухом Да. еще, да. Для Казахстана это самое Ну, не с интересное. Алашпрайдом и не с Октагоном. Алло, это вообще что, ребят? Ну, просто кулачка Нет, там. нет, ты зря так, Сула, говоришь. Я Ладно. А уверен. просто какие-то я пары мы так уверен. никогда не посмотрим. Я вот хотел посмотреть, например, Саралапов против Саламата Избулаева. Саламат Ну, кто из Избулаева них надо чемпион? просто сюда притащить в наизу. Оба. Вот и все. Ну, нет, как оба. Саламат, это Ну, еще не нет, чемпион. Саламат А пока что чемпион, ты? но Ты я уже просто думаешь, Тимура Акулу взял, Тимуру списал. Я проиграл, не да? списал Он не его. чемпион. Серикула, да. Тима, ты слышал? Просто- Да, Акула, слышал ты? Тимур Широкулов Он сейчас с приедет, Алибагом всем ты тренируется. знаешь, что нужно с ним делать. Ну, как Там у бы, вас недалеко тем этот не менее, полигончик. ты сейчас так ехиднул, но тем не менее, он тренируется сейчас с Алибагом. Тем не серьезно менее, я говорю, подходит. что Саралапов, чем Саралапов связан с Саламатом Избулаевым, то, что у Акулы 2 поражения есть, будем честными, и он Да. не сделал пока что большого пути к Нет, титульному подожди, бою. это Майкл, факт. Окей, Майкл, окей. мы Есть говорим Саралапов. о чемпионах. Нет, Я знаешь- слышу чемпиона. То есть, Знаешь- как бы ты там не Знаешь, цифры я не просто, говорил бы. я просто к чему скажу. Это сравнение тоже еще и началось сравнение с... Мне уже эта идея начинает нравиться, но, знаешь, мне кажется, Я против. организационно сложно. Но изначальное сравнение, Тамерлан Саралапов не чемпион, и Акула не чемпион. Про его поражение ты можешь много чего угодно говорить, но при этом, при всем, они еще должны стать, потом защитить, такими, ну, стать мастодонтами этого веса, да. Вот Донченко, он бы, наверное, многим там показал, где, как говорится, это что почем. Я про то, что Саламат Избулаев просто, он похож на Саралапова и по рекорду, и по тому, как он свои бои проводит, что они, типа, оба реально доминирующие пока что бойца, и я поэтому их хотел бы посмотреть, потому что... Не, Майкл, извини, пожалуйста, тебя Да. перебью. Подожди, дружище. Ты сравниваешь, опять же, это моя субъективная точка зрения. Мы сравниваем чемпиона Алашпрайда с чемпионом Найзы. Это абсолютно несравнимыми. Возможно, Саламат Избулаев крут, но его нужно проверить в Найзе и понять, насколько он крут. Возможно, он просто уникален сейчас в Алашпрайде, и он очень сильно Ты мне так говоришь, выделяет. как Хотя будто я я- посмотрел его бои, он ломает всех так, как должен ломать красавчик. То есть у него нету такого, то, что он залежался долго, шмолго. Ты мне так говоришь, сидишь и как будто скучно. я защищал Спрайт, я наоборот... Мне кажется, я- ты просто не понимаешь, я, наоборот, что мы хочу, вообще... чтобы Найза победила там 5-0. Я к тому, Нет, что, нет, типа, нет. это классная Найзу не история. нужно сравнивать с... Я, опять же, Знаешь, не- знаешь, это Найза другое я- дело. Другое дело. Продолжай, Сула. Ради истории? Не останавливайся, Сула, Сула, говори, Сула, говори. давай ты сядешь на правое плечо Нурбеку, я на левое. Мне Мишина идея начинает нравиться.
Саламат Избулаев. Кто там еще? Какие чемпионы? Сариев. Чемпион? Кажется, он выиграл заново чемпионский титул. 66? Да. Там есть Бабур Против Горилла. этого. Против этого он Бабур дрался. Горилла, вот этот есть. Обожаю Бабура который Горилла. это самое. Он чемпион? Потом еще есть Ну, другой Бабур, парнишка. да, Вот это вот чемпион. серьезный, кстати, парнишка. Кто? Ой, как запел. Господи. Ой, как запел. Нет, наш. Стобет топ-тима, Вот который этого Бабура выиграл. Бабура, он первого, короче. Стобето. Он 100 да? Он у нас дерется. А, уже у нас, да. Он проиграл один бой. Подожди, да, он уже у нас. Карагандинец, 77. Он Да, завтра да. в Караганде дерется. Короче, Ну, не, вот и к тому, всё. что запел тогда Сума. Не, ладно. Знаешь, чего не хочется? Когда ты метишь, как говорится, название лучшего в мире, Стать не лучшим. надо смотреть вверх. Я к чему говорю, что Алаш Прайд – это лига, первая лига в Казахстане. Первая лига в Кристалл. Казахстане. Бывший А? кристалл. Она проводила бои, чтобы ты понимал, Боб Сааба с Атилой. Она проводила бои с Джефф Снеговика. Монсоном, Е привозили. Александра Емельяненко. Зубайра. Ну, то есть, Тухов много Зубайра. кого, Зубайра, Расул Мирзаев, много кого привозили, многим с Время кем делали. идет. То есть, ну, в любом случае, Да, то есть, Сейчас там зачем, другие люди зачем нам уже вот эти неприятные, немножко. как говорится, между собой может быть, вот стоит этим показать, что не должны быть неприятности, должны быть приятности всем после этого. Вот мне кажется, что пора уже это победила показать. дружба, типа, да? Ну, Ты выиграть был должны на Лашпраде? промоутеры. А? На Лашпраде ты был? Был. Когда? Последний раз, вот когда Емельяненко приезжал, после этого не ездил. Ты посмотрел весь турнир? Не помню уже часть. Стоп. Стоп, подождите. Вы, ребята, это как бы... Давайте перейдем Давно же плавно. было просто. Я к чему говорю? То есть конкурировать и там друг другу там что-то говорить я не хочу местные. Я за каждого из них рад, за каждого из них хочу, чтобы они развивались. Любого. Чтобы развивались. Ну, как Почему? будто Потому так что говорил сейчас. За каждого из них. Рад, действительно рад, что Подожду. у нас развивается. Давай так сделаем. Номад, тут у нас тема Все, есть. все, такая. закрываем тему. Да, вот говоря про Я просто совместные... его- говоря Не, надо быть объективными. говоря Надо быть говоря объективными. про позитивные качества Я совместных знаю, я турниров. просто знаю, кто их подталкивает на этот разговор Кто? всех. Ну, я тебе потом объясню. Кого? Серьезно? Нас? В целом. Я с Ты- Дамиром Ну, записывал как? интервью. Знаю, я же говорю, Смотрите-ка, а? Ты, не зная этого, сейчас это Видишь, как тобой говоришь. манипулируют? Ты даже не знаешь, от тебя так заманипулировали, я дальше что ты не знаю, просек. откуда этот разговор идет. Чтобы А, ты ну понимал. окей. Офигеть. И, Ты даже кстати, не просек, прикинь. Да. Хотя Я говорит, это- читаешь я это Меня уже- переиграли. Дейла Карнеги. Я это уже Вот, слышал, пожалуйста, я это получите, уже слышал распишитесь. месяц назад. Ну, это классная история, что Да, я. да. Я бы хотел, И кстати, ты слово Дамир, в слово, он мне то, что ты говорил, ты прям слово в слово сказал. потому что умею читать мысли. Нет. Ты сказал слово в слово, что мне... Потому что те передали. Понимаешь? Слово в слово ты сказал. Они, Вот настолько тебя вот Они меня прочитали, скопировали. понимаешь? Они меня Уже в голове у Настолько. тебя. они меня скопировали. Нет, они Они тебя не думают, скопировали. так Ты и просто сказал то, что нам месяц назад еще Знаете, говорили. что, не, общайся, знаете, что хорошо, ребята, вот хорошо работать с ребятами, которые... Джабджики, да? Не джабджики. Они уверены, что они лучше всех. И, бля, вот с такими людьми растешь. Кайф. Уже, кстати, Дидар плюс 3 сантиметра. Мгм. Вырос. Да. Обязательно. Давайте. Молодцы. Да, вот говоря про позитив. Вырос, говорит. Что вырос? Ты что думал? Морковка. Стагнация. Говоря про позитивный опыт совместного проведения турниров, нельзя не вспомнить Номад и Ты Борис умеешь Файтинг. преподносить, да? Давай. Да, на самом деле, это шутка, конечно же. Вот грустные новости из стана наших друзей. Ну, я к Номаду хорошо отношусь. Вот, кто-то, может, по-разному относится. Но я у ребят был, с ребятами общался. У нас, кстати, мы параллельно на YouTube-канале Найза ТВ делаем еще интервью на БТВ. И Нурбека авторская программа там выходит. И там наша с Фанилем программа выходит. Еще другие тоже программы Найзы там выходят. Так что, если вы на БТВ подписаны, не забывайте нас там смотреть. Тоже много интересного контента. И мы там записывали как раз Нурдавлата и Мухамеджана. Да, прошу прощения. И интересные парни. Они, причем, совсем молодые, но уже сделали хороший бренд, я считаю, боевого спорта в Казахстане. Вложили много денег, вот, привлекли большое количество бойцов, делали действительно громкую историю. Ты, кстати, там комментатором подрабатываешь. Ну, реклама Дидара. Что ты смеешься? Почему мне не смеяться? Ты что, Да, комментирую, занял комментирую место Номад. Сулы. Там, да. Сула мечтал там работать. Вот. И сейчас довольно Да. большой скандал разворачивается, что они совместно с
промоушен Борис Файтинг, которые еще не проводили свои турниры, хотели сделать большой совместный турнир. В итоге Номад говорят, что их кинули Борис говорит, что их кинули Номад. Короче, вот есть там такая некоторая заваруха, ее хочется нам сейчас обсудить, наверное, как финальную тему сегодняшнего подкаста. Борис, это вообще кто? Никто не знает. Никто Вот не когда знает. мы... Краснокнижное животное. Даже была пресс-конференция, когда была пресс-конференция, они наняли актера, чтобы он представлял якобы Борис Файтинг и сказал, что вы узнаете, кто Борис. Давайте поочередно, чтобы людям понятно было. Я помню, год или 2 года назад был хипиш, когда Жуман должен был драться в По Актау. боксу. Наш один из менеджеров, горе-менеджеров Мирбек, там ходил, что-то организовывал, помните, да? А он? Это же он же, да, вместе с ним Ничего себе, совместно. не знал. Асу должен был быть гостем. Вот такой хипиш туда-сюда. И я как понял, вот этот парень, это и есть тот парень, который там должен Да. был... Это точно? Да. Это точная Да, информация? Да. Мухаммеджан Всё. про это сказал. Все, мы... Это Мухаммеджан сказал? Ну, не Да. только, Это- подтвердили. Нет, я Мухаммеджана Слава видел, я короткий этот ролик увидел, мне скинули, я увидел, где он сказал, но он не про Актау не говорил, он сказал, что он должен был организовать бой. Да-да, подтвердили это. Этот про Да, да. Актау, да? Мгм. Все, Да. тогда как бы, ну, на какую-то часть становится понятно, да? Теперь они заново историю прокрутили, они, зная, что они там в свое время не провели турнир, заново с ними зашли, хотели провести и не провели опять, да, совместно, Мгм. да? Причем, что интересно, когда мы с Фанилем общались с ними, я им говорю, а вот, ну, я про Бориса никогда ничего не слышал, я говорю, а вам, ну, не страшно, что никто не знает, что за организация? Вы записывали интервью, да? Да-да-да. Я говорю, А. они С кем? типа с Мухаммеджаном мы... Они Вот. здесь записывали интервью. Да. Ага. Ты слушаешь вообще, он же говорит? Да, про да. это? Я Что-то... Слух Окей, потерялся. ну, да, я что тебе Ага. сказать? Что Не, потом я они не тебе говорят? говорю, ему Дидар Они говорит. говорят, да не, типа, ну, мы с ними встретились, познакомились, Наши руки лучшие пожали. друзья, да? Не, они говорят, руки пожали, и все, и решили вместе турнир делать. Причем они сами сейчас говорят, ничего у нас не было подписано, просто нам пообещали там большие количество денег. Я вот просто думаю, все равно, ну, понятное дело, молодые пацаны, и это будет хороший жизненный урок. Но вот, блин, людям, Сула вот всегда это говорит, в чем я с ним согласен, никому нельзя верить. Это, блин, факт. Как Не, ну, Сула сказал, сближает да. только стопроцентная предоплата. Я знаешь- Только стопроцентная предоплата сближает, ребята. Вот Блин, знаете, ничего наконец- так не сближает, наконец- как стопроцентная предоплата. Наконец надо было оставить. Я же Да, всегда кстати, тебе- реально. У меня есть прям железная это правда. опять Не всё надо будет читать, такое, я что хочу, вырежешь. чтобы это исходило, как от Маяковского, братан. У тебя же бывает Точно? такой порыв? Все тогда вот это вырежьте. Да. Этот кусочек. Виктория, вы слышите меня? Да. И в конец. И Не делайте так, чтобы только на не это, только не это говори, братан. Другое Виктория. что-то. Шуйская. Не, в чем прикол? В чем прикол? Во всем этом я вижу очень большое благо. Честно скажу, безразлично относился ко всему, что делает... Номад? Нет, не то чтобы Номад, а в целом поп-ММА Казахстана. Почему? Потому что повлиять на это невозможно. Говорить, что это плохо, наверное, тоже неправильно. Это явление, да, то есть трендовое явление. Запрещать, отказываться, не смотреть, кому-то говорить, пропагандировать или не пропагандировать, тоже, ну, никак. С каждым из них я знаком, очень воспитанный, очень Это можно быстро ремарку? образованный. А вот тут просто, ну, нас же смотрят зрители. Да. Правильно ли будет их называть поп ММА? То есть, если рух, Нет, это понятно. раньше они же начали как бы, вот, они себя и как бы, мне кажется, вначале так и Вроде Номад представляли. именно, они как кулачка. А Нет, Они себя позиционируют как бокс в ММА. Стоп, подожди, смотри, ребята, с чего начали и тот, и другой? С актеров? это рух начал. Не, а вот Нет, Номад, и по-моему, в нет. Номаде тоже популярные медийные личности Я когда был затягивали. были, да. Кто? Есть Ерки Булан. разница вообще? Ерки Кулачку Булан. назвать поп. Какая-то Не, разница просто есть? кулачка. Не-не-не, разница Щас есть, уже- братан, а разница. в чем? Сейчас уже кулачка. Смотри, это- что такое поп-ММА? Допустим, мы берем Где обычные не пацаны, бойцов, типа, Популярная. популярных Давайте людей, от да. слова популярная. Да, популярных Популярная людей у всех. и Это дерутся. имеется в виду. Нет, брат. знаешь, из другой индустрии, да, грубо, да, там. Ты берешь актера, который никогда к ММА отношения не имел, как в случае, там, помнишь, был у нас там, Беркова дралась, да, тоже актриса, если так взять. Ты смотрел? Так взять. Нет, я видел Я отрывки, смотрел. Я отрывки видел и в шоке Я был, да, прям когда все там- посмотрел. А тогда Я офигел с того, когда Берков... Извините, что, ну, раз тема такая болезненная. Я офигел с того, что, Не ладно, когда болезненно. Беркова выступала на всяких хайп-реалити, а потом есть серьезная лига в России, называется Международная федерация панкратиона, МФП, который, откуда вышел Арман Цурукян, еще большое количество... Джагурда дрался, как его, Джагурда Нет, дрался. это я про говорю, хайп-файт. Да, вот это хайп какой-то, что такое называлось. Нет, я говорю, что есть вот серьезная организация, МФП называется, в России. Они провели большое количество турниров, у них там под 100 турниров. Да. Им уже лет 15 точно. И оттуда вот Царукян вышел, в UFC попал, именно оттуда. И другие бойцы. Полпудников. И, короче, они в какой-то момент в главный бой вечера поставили Беркову. Блин, и я так разочаровался в них жестко. Это, брат, спрос.
Нет, Просто это ждать турниры, предложения. там у них вообще нулевые просмотры. Я вообще был в шоке, что, блин, Да. какая Беркова. Вот теперь скажи, как мы ушли в Берку? Я вообще не понимаю, пацаны. Не, скажи, как мы зашли в Берку? Когда я узнал, что Офигенный, кстати, наберите в гугле Беркова. лучшие роли. Хотя бы, вот знаете, вот есть вот Вика, что-то вырезай, полезное возьмите. Вика, вырезай. Там уже смотрят. Все, остановись, пожалуйста, Сула. Я к чему хотел сказать, извиняемся, мы не хотели как бы ничего плохого. Что я хотел сказать? Блядь, сам забыл, честно скажу. Поп ММА как начинался. Как я в сравнении с этими ребятами общался, каждого из них Рамазана, Раймбердиева. Вот, у них поп ММА. Крутой. Классно, Чувак, да, чё? молодец, все делает правильно. Я и тогда говорил, это требования сегодняшнего времени, они все Они делают. начали с молодцы. чемпионата. Вот, кстати, Рамазан ими начал с пощечин. Да, Он ими что? прям делал такую. Ты дашь мне сказать? Я не Нет. могу понять. Раньше я перебивал, теперь Миша, видишь, да, 3 раза пришел, не Хотя пришел. не было реально Да, столько 3 времени. раза не пришел, и все, лысый, это как его, рулят, да? И этот... Ты помнишь, да, о чем ты говоришь? И второй, Мухамеджан. Я не был на их турнире, но видел со стороны, и как бы, ну, почему? Потому что там Жуман, я начал там увлекаться. Кто еще там был? Сул, как Там мы был прошли. Канский Я прям фестиваль. хочу сказать, да ладно. Канский, понятно. Расул Мирзаев последний раз Этот, как его... Борс. Да, короче, много кто был. И суть в чем? Относился к этому, знаешь, как чуть так безразлично. Сейчас я Мухамеджана, он мне начинает нравиться. Почему? Потому что в последнее время я слышу только, что он в каких-то косяках. И нравится не из-за того, что... Тебе нравится? Смотри, брат, мне нравится это не из-за того, что он в косяках, а то, что в вот таких условиях, в таких кризисах у нас, возможно, родится новый менеджер. Если он сейчас справится и пройдет дальше, со всех этих кризисов вылезет, брат, он сильным станет. И мне нравится, что он не останавливается. Он это делает и еще раз делает. Круто еще, что пацаны 2000 года. Вот я с этого Да, в шоке. да, я про это и говорю. 2000 Я когда год, слышал капец. там что-то, ну там первая проблема, вторая, я тебе честно скажу, он ко мне сюда приходил со своей проблемой. Он мне рассказывал какую-то историю, мы там как бы, ну, смотрели там. Скисят? И если он сейчас пройдет дальше, он Ну, сильный. я думаю, а почему ты говоришь, если ты думаешь, что он не пройдет? Мне кажется, пройдет. Ну, они сказали, что турнир 100% будет. Ничего ж там такого. Вопрос же не в этом, вопрос в долгах, Да, да, чтобы вы понимали. Обязательства, которые потом возникнут. после Да, турнира. которые у тебя долг там в 500 миллионов или сколько там миллионов. Банкротство делаешь вторую организацию. Тебе- Не, уже второй раз, Шутка, второй раз тебе никто не поверит. Да. Уже все, здесь надо выкручиваться. Борис То есть, Файтингу поверили второй раз. Нет, там, видишь, там как, мне кажется, шучу, просто ладно, никто не это- знал. а вы, ребята, странные такие. Я говорю о таком высоком. Мне нравится, что ребята молодцы, не останавливаются. Давайте, мы не можем их там финансово поддержать. Ну, давай билеты купим, поддержим, мерч купим, как со своей стороны. Но если они выживут, вот после этой темы, ну, я сейчас, в частности, лицо как Мухамеджан же идет, я там слышал, что кто-то еще есть, ну, вот там, скажем, Мухамеджан, они дальше будут крутыми. Да, и... Ну, Это с какой точки зрения я говорю? Я вот так назад оглядываясь, мне уже 41 год. Мы в этой индустрии еще будем, если мы будем живы, если все у нас будет все в порядке, мы еще там лет 20 будем топить плюсы. И приятно осознавать, что сзади подрастает поколение, которое там, возможно, будет делать что-то лучше, что-то похожее, что-то еще может быть круче. Круто. Удачи, Мухамеджан. Да, Я конечно, хотел сказать, что конечно, кроме однозначно. удачи, тоже, наверное, это важно сказать, ребята открыли сбор помощи. Если у вас есть какие-то финансы или возможности, вы можете Я помочь. заявляю вот, от Найзы. Давай. Сколько мы можем? Вот, ну, мы только турнир провели. Вот сейчас, 2 билета давай. Сейчас, нет, реально, какую-то сумму давайте реально поможем. Ну да, Сам чтобы не будет. называть, чтобы потом... Не называть? Да, просто... 10 тысяч долларов США. Нет, давай так сделаем. Сколько билеты стоят? Самый, по-моему, 7 тысяч самый дешевый. Нет, в портере сколько? 7 тысяч VIP. Випа я не смотрел. Я смотрел, что 7 есть 10. В портере 7 штук стоит. Вика, Самый купите, дешевый короче. 7 тысяч. А нет, подожди, самый дешевый, в смысле, вот на трибуне, Да, 7 штук стоит Да, билет. сейчас вот были 7. Прям мы что-то точно не тем занимаемся, Харабалат. У нас сколько стоит билет? Я тебе одно скажу, брат. Я больше чем уверен, что навряд ли все, кто такие цены ставит, они продают. Да какая разница, брат, мы почему не продаем по таким ценам? Давай поставим и будем не продавать тоже так же, брат. Я больше чем уверен, что идет раздача. Ну, Ну, где-то Господи, там, давай большинство. раздадим, брат. Пускай я, на то идет. я помню, как хардкор там с тысячами билетами ходил и раздавал билеты. Ну, то есть, зачем ставить цену, за которую реально у тебя не возьмут? Зачем? Смысл? Затем, что все равно не берут, если.
Пускай не берут по 7, Вот. чем не по 500. Лучше не понимаешь? отдавать. Пускай они не взяли, ну потому что, сука, дороговато. Пускай лучше так будет, а не так 500 тенге, да нахер не возьму. Это маркетинг, брат, я 15 лет в нем работал. Расим. Что ты не сказал, увольте всех своих маркетологов? Сейчас Расим там сидит. Ах ты гад. Я к чему говорю? Расим, это он сказал, Давай. Майкл. А подумался у вас? Намат, Мухамеджан, мы купим билеты в поддержку. Давай, первый ряд. Если 7 тысяч, Первый ряд. немного, да? Первый ряд. Нет, Я по про первый раз аккредитации. говорю. Не, я помогу пацану закину на кассу. Давай, и мне один Не, билет. я к чему говорю, чтобы не так, а реально приобрести. Давай, вот я и всех призываю, давай поддержим Намат, реально поможем, купим билет. Я 5 билетов Да? куплю в первом ряду, 5 билетов. Я считаю тоже, что не себе не приписываю. До моего приезда еще я считаю, что Найза стала на самом деле таким брендом хорошим в Казахстане. Многие ассоциируют, особенно те, кто следят за боевым спортом, Найзу и ММА, в принципе, в Казахстане. И мне кажется, что у Намада тоже получилось именно себя ассоциировать с кулачкой. Да? Это круто, что ребята, вот опять же, 2000 год, потому что, я вот думал, там, на 10 лет их старше, что я делал в 20 лет, я вообще не Не, знаю. я вот про это и говорю. Они сейчас такой опыт колоссальный получают. Если они выживут, всякое может быть, но если они выживут, если они все это пройдут и останутся на плаву, никого не обманут, всех со всеми расплатятся, все закроют, и дальше продолжат свою деятельность, они будут крутыми. Так что не останавливайтесь, ребята. И вот тоже последнее, что я сегодня скажу, продолжая мысль Сулы, если вы делаете какой-то бизнес, я вообще не бизнесмен ни разу, даже я это понимаю, хорошо какие-то реально договоры подписывать или что-то такое, кому-то нас Это, это фигня такая. брат, теперь после этого они точно без договоров ничего делать не будут. Я тебе скажу, я был в такой ситуации, брат. В то время у меня это другие суммы, но при этом при всем это столько же и казалось мне. 18-й год, брат, мне перед турниром прям за 2 дня сказали, что не будет денег. Мне пообещали железно, без договора, все, братан, делай. Я еще там за 2 месяца вперед сказал, точно? Такие серьезные ребята, некоторые из них меня видят сейчас. Я им в лицо сказал, вы, говорю, пробалаболили, ребята. Они мне вот так, все, братан, все будет, отвечаю. Там реально им, не верить не остается шанса, да, там, все, закроем. Турнир, бам-бам, 2 дня мы сидим в машине, он говорит, все, денег не будет. Я такой, прикинь, сижу, елки-палки, уже Жуман дерется в карте. А кто это? Я имею в виду не Жуман, а кто это? Гойти, кажется, был в карте. Шингис Хайранов был в карте. Кто еще был? Этот, который с Хамидеком 3 раза дрался. Серпулов. Серпулов. Да ладно. Короче, много. Это вот в тот день, да, было? Это в этот ивент. А это еще по тем меркам такой очень дорогой для меня. Каспорт приезжает. Трансляция. Короче, бум. Я там уже чуть ли не Акимат области всех курсанул, прикинь. Все пригласительные получили за 2 дня, представляешь? Я такой стою и думаю, елки-палки. Уже, а в то время еще договора подписали со всеми бойцами специально, чтобы поверили. И что ты сделал? Вышел, такой стою. Вспоминаю у меня, квартира. А мне вот эти братишки, которые вместе со мной все время жили, они впоследствии стали там строителями, и дом построили, они мне одну квартиру подарили. Я съемной квартире жил. И думаю, квартиру вспомнил, прибежал, за ночь продал ее. И такой, такой груз с плеч снял. И то квартира стоила 14, ее продал за 10. Чтобы быстро. За 10 купили. А мне 15 миллионов вообще нужно было. И 5 потом с друзьями там где-то что-то рассказали. Но помню, такой кризис был. На тот момент и по курсу 10-15 миллионов были больше, чем 10-15 миллионов сегодня. Да? И для меня это были нереальные колоссальные бабки. Кстати, вот тоже, опять же, респект пацанам, что у них уже была ситуация, когда они, помнишь, большой турнир делали с концертом, совмещали. Они же тогда тоже в супер минуса залезли и машины свои продали. Вот это я не знаю, кто что продал, я вот эту историю знаю. Тогда я слышал, что букмекеры сорвались, там что-то еще. Ладно, это Может, уже... Да, все, а можешь последнюю историю? Я тоже вспомнил сейчас, забавно. Последнюю историю рассказываю, она не для обсуждения, просто история. Есть такой боец Гога Шиматава. Я как-то поехал к нему на бой, он дрался, по-моему, в ACB в Краснодаре вроде, и в Ростове. Тяж? Нет, наоборот, 57 килограммов, очень он бывший профессиональный... Гоги был, помнишь, умер потом, да? Да, бывший профессиональный футболист, потом он пришел в ММА, и он яркий такой прикольный боец. Он выступал либо в Краснодаре, либо в Ростове, ладно, дело не имеет, неважно. И после боя выходит какой-то чел и такой говорит: Гога, мой самый любимый боец, и я дарю ему ключи от квартиры.
А никто не предупреждал, просто вот подошел типа к режиссеру трансляции, говорит, вот хочу подарить типа ключи от квартиры бойцу своему любимому. Короче, дарит этому Шаматаю типа ключи от квартиры. Все, на следующий день, типа, ну, он что-то пытается позвонить ему, ну, и вообще выяснить вообще, кто это, особо не знает. И, короче, ну, так казалось, что он подарил ему ключи от квартиры, а квартиру не подарил. Ну, ключи-то подарил. Ну, без квартиры. То есть, Не, ну, вот смотри, где он обманул, скажи? ну, получается, да. Ключи от квартиры тебе дарю. Получается, не Какой обманул. маркетинговый ход, да? Пришел, светанулся. Еще, наверное, компания какая-то. Что, закругляемся? Да, ты же хотел что-то сказать в конце. Давайте уж прощайтесь. Здесь застой называется. Друзья, да, до того, как вы, наверное, не услышите цитату Сулы, которую вырежет Виктория на монтаже, хочется напомнить вам, что мы выходим для вас каждую неделю по понедельникам. Это только Nice Day подкаст, у нас еще огромное количество другого контента на YouTube-канале nice.tv. Также у нас есть наши другие социальные сети, это и наш Instagram, и наш TikTok. Мы, кстати, на нем проводили прямую трансляцию турнира Найза 72. Если вы были там, думаю, что вам понравилось. Для вас старалась как раз наша ведущая Алена. Помимо этого у нас есть сайт Найза ТВ, там есть вся информация о бойцах, о турнирах, есть всякие классные плюшки для тех, кто подписан. Вы подписывайтесь тоже. Ждем вас через неделю. Всех были рады видеть. Ал енді біздің бағдарламамыздың соңында дәстүрге айналған Суланың керемет сөздері. Сула. Всем салам алейкум. Ждем Сула. Мы сейчас говорили о деньгах. Да, то, что те кидают, эти кинули, те молодые, короче, где ау. Поэтому главное правило жизни в Казахстане, да, если ты делаешь какой-то бизнес, да, ничто так не сближает, как 100% предоплата. Пользуйся.